Давайте я сначала. Конечно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы начинаем первое в этом году заседание Республиканского методического объединения учителей иностранных языков. И позвольте вас всех поздравить с наступившим годом и пожелать плодотворной творческой работы, как всегда и в этом году. Уважаемые коллеги, сегодня на повестке у нас 3 вопроса. Первый вопрос связан с аттестацией, и его представит Светлана Анатольевна Ныркова, заведующий Центром аттестации педагогических работников Республиканского института развития образования. Второй вопрос, связанный с обеспечением методическим и учебной литературой, в том числе преподавание предмета иностранный язык. И его нам представит Татьяна Александровна Марцинюк, заведующий отделом литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Республики Коми. И третий вопрос. У нас достаточно много выступающих, и мы их будем представлять по ходу представления этого вопроса. Вопрос звучит как опыт работы с одаренными детьми на уроке внеурочной деятельности. Я передаю слово Светлане Анатольевне Нырковой. Здравствуйте, уважаемые коллеги, рада всех приветствовать. У нас сегодня действительно есть такая возможность поговорить, если не в глаза, то хотя бы в таком виртуальном пространстве. И вот тот условный вопрос, который обозначила Татьяна Дмитриевна, можно поделить на 3 части, чтобы они для вас не сливались и на такое аудиальное восприятие ложились хорошо и естественно. То есть первая составляющая, о которой я хотела бы поговорить, обозначить, это те изменения, которые произошли летом, осенью прошлого года, и они связаны были с президентской инициативой национальной системы учительского роста. Что у нас в этой связи ожидает? Возможно ли в этой связи какие-то изменения с аттестацией? То есть, так как мы все планируем свое профессиональное развитие, мы планируем свою аттестацию, мы должны знать, на что рассчитывать. Это первая составляющая. Вторая составляющая связана с описанием того, как на сегодняшний день работает республиканская система аттестации педработников, то есть какие есть у вас возможности, то есть какие в этой системе, в этой модели учтены особенности наши территориальные, региональные. Третья составляющая, она вызвала достаточно много вопросов, как сказала Татьяна Дмитриевна. Вопросы в основном носят такое расплывчатое содержание, но они связаны с первым критерием модели учителя, тоже мы коснемся, наверное, совместно с Татьяной Дмитриевной. Ну и такая совсем небольшая с моей стороны, более значительная составляющая со стороны Татьяны Дмитриевны как разработчика, это разработка компетентностного экзамена, то есть действительно по инициативе Центра аттестации разрабатывалась такая структура с содержанием, привлекались специалисты, новые модели аттестационного экзамена, и в этом году что мы про него думаем, и что мы предлагаем прежде всего членам РМО. То есть такого рода будет сегодня информация озвучена. Вы имеете возможность задать вопросы. К сожалению, с учетом сегодняшних настроек, если я правильно поняла, те вопросы, которые вы зададите в письменном виде, мы увидим только в конце дня. То есть тут уже может быть я уйду, но останется Татьяна Дмитриевна, и мы все обсуждали, есть возможность ответить или отписаться. Ну и, наверное, я попрошу. У нас сегодня вполне такая многочисленная аудитория. Если возникают какие-то вопросы в связи с тем, что я обозначу, задавайте. Потому что аналогичные вопросы наверняка возникают у слушателей, у которых нет возможности их назвать вслух. Итак, первая составляющая, уважаемые коллеги. У нас летом выходит такой документ в Российской Федерации, такое образовательное пространство, которое называется «Дорожная карта». Это некий план апробации, разработки апробации единых федеральных оценочных материалов для аттестационного экзамена. То есть разработчики федеральные подразумевают, что у нас будут некие единые подходы к оценке профессиональной деятельности учителя. И они выводят здесь 2 линии.
Во-первых, статусная дифференциация по должности учителя. Все мы об этом слышали и знаем, да, что рассматривается дифференциация во временном контексте, начиная с выпускника вуза. Вот именно тогда он должен сдать первый свой квалификационный экзамен при поступлении в школу, ну и заканчивая вот этими периодами пятилетними, столько, сколько вот учитель работает. Да, вот эта составляющая. И вторая составляющая, связанная со статусностью и названиями должностей. Старший учитель, главный учитель, учитель-наставник, ну и так далее. Да, один из заучей нашей Сыктывкарской школы сказал: наконец-то я нашла себя. Да, то есть вот вчера прозвучало такое мнение, тоже филолог. То есть она вот там действительно какой-то вот учитель-наставник, возможно, ну и так далее. То есть таковы планы, это с одной стороны. С другой стороны, как я сказала, разрабатываются вот те самые контрольно-измерительные материалы для учителей, которые называют единые оценочные. То есть на сегодняшний день, вот впервые за 5 лет были приглашены представители регионов на конференцию, однодневная конференция прошла в декабре вот по ИФОМам, были представлены некоторые материалы. Материалы представлялись по предметной, методической, коммуникативной, психолого-педагогической компетентности. Говорить о готовности этих материалов с точки зрения и самих разработчиков, и участников конференции достаточно преждевременно. Ну, наверное, в силу того, что эта дорожная карта рассчитана на период до 2020 года. Только тогда, да, завершится некая апробация этих материалов, да, будут вынесены на уровень правительства, да, предложения по их внедрению и внесены предложения в федеральный закон, ну и другие нормативные акты. То есть получается, что до 2020 года мы работаем в рамках вот той аттестации, которая есть у нас. В этом есть безусловные плюсы, да, потому что когда наши педагоги, ну, наиболее прогрессивные из них, смотрели модели аттестации в других регионах, да, зачастую говорили, что вроде бы как все проще. Но это не совсем так, когда мы глубже изучали, примерно идет то же самое. Но мы изначально, да, вот в нашу модель портфолио закладывали компетентностные основания. Другими словами, и в экзамене, вот особенно тот, который разрабатывается сейчас в определенной части, и в нашем портфолио эксперты могут оценивать вашу предметную, методическую, коммуникативную и психолого-педагогическую компетентность. Говорить о том, что результаты вот оценки этих компетентностей сильно разнятся с теми результатами, которые получены федералами в 17 пилотных регионах, на сегодняшний день не приходится. То есть, ну вот где есть проблемы в регионах пилотных, собственно, с теми же проблемами сталкиваемся и мы. Но вот опять же, да, на сегодняшний день мы оценили и точки роста в нашем портфолио, и возможности развития этих компетентностей, и правильность понимания методическими службами школ, как можно использовать портфолио, да, как можно соотносить, да, вот с показателями портфолио планы методической работы организации и, по сути, да, извините, да, за повтор в данном случае, заговариваюсь, у меня сегодня 4 пары было, говорить о том, что методическая служба может запланировать на протяжении 3-5 лет, да, вот такое вот планомерное развитие педагога, представление материалов, которые естественным образом потом ложатся в портфолио. Если у нас в этом году будет все нормально с техническим оснащением и финансированием, то мы тоже заказываем следующий модуль. Многие из вас уже познакомились с нашей электронной системой регистрации на аттестацию. Мы заказываем последний модуль в этой системе, это, собственно, личный кабинет. Да, может быть, да, если вот все удастся, то этот личный кабинет будет и неким средством вот тех самых публикаций, да, которые мы будем оценивать на определенном уровне, с которыми у нас сейчас возникают некоторые затруднения, да, потому что не так много возможностей у нас на республиканском уровне публиковаться, да, с этим мы сталкиваемся все. Вот, то есть вот эта составляющая. Еще раз, да, вы как представители организации, представители своих метод объединений можете с большой уверенностью говорить о следующем. Первое. До 2020 года никаких изменений, да, по сути, не произойдет. Если будут, да, проекты таких изменений известны нам, то, безусловно, мы тут же информируем педагогическую общественность. И второе, да, то есть аудит
да, наших моделей портфолио, того, да, насколько качественно проводится аттестация, показали, что, по сути, да, правильность понимания портфолио, да, как представление систематической своей профессиональной деятельности позволяет нашему учителю, да, вот естественным образом готовиться к аттестации и повышать свою профессиональную компетентность. То есть вот что касается этой составляющей. Вторая, да, она, естественно, вытекает из предыдущего аспекта, это вот та модель аттестации, которая действует на территории республики. Она в себя включает две составляющие. Да, это прежде всего такое организационное методическое сопровождение аттестации всех педработников, позволяющее даже посредством сайта института, семинаров, вебинаров, курсов, да, вот заблаговременно готовиться к аттестации, заниматься профессиональным развитием. Но у нас в этой модели есть еще второе крыло, вторая составляющая. Это так называемая методическая поддержка, или мы называем адресная помощь в аттестационный период. Достаточно тяжелая работа, которая на сегодняшний день, да, вот она возложена на наших экспертов. Потому что на сегодняшний день делает наш эксперт и почему? Начну с почему. У нас специфическая республика, она большая по протяженности, не такая многочисленная по населению. У нас все учителя находятся в достаточно разных условиях, да, и изначально при разработке того же портфолио подразумевалось, что все должны примерно в одинаковых условиях оказаться. Это раз. Дальше, все оптимизации, в том числе финансовых ресурсов, кадровых ресурсов, в ряде муниципалитетов педагоги оказались без вот такого вот методической помощи со стороны методических служб. То есть этой помощи стало гораздо меньше, да, вот эта составляющая тоже вот была осуществлена. Поэтому в некоторых случаях у нас зачастую педагогический работник, уже объявивший о своем желании аттестоваться, сдавший материалы аттестационные в комиссию, только тогда он получает некую информацию от экспертов, да, вот тех же самых своих коллег, которые имеют, да, помимо всего прочего, компетентность и рекомендации сформулировать, да, и консультацию оказать, рекомендации по доработке аттестационного материала, если таковая требуется. Наряду с этим есть и другая тенденция. У нас вот есть рекомендации по доработке, как вы поняли, а есть еще рекомендации по профессиональному совершенствованию. С чем они связаны? У нас порядка 80% аттестуемых аттестуется на нижней границе, если брать вот, да, вот баллы, которые набираются. То есть это тоже тревожная такая симптоматика. То есть педагог вот на 5 лет, да, получив некую категорию, ведь он искренне, да, педагоги очень искренние люди, он искренне верит, значит, у него, ну, действительно, все замечательно, все в порядке, каких-то пробелов нет. То есть здесь тоже, да, вот сообщаются педагогам разным образом. У вас здесь есть, да, вот постоянный куратор, мы говорим о Татьяне Дмитриевне, которые сообщают о тех затруднениях, которые вот испытывает педагог, и над которыми необходимо бы поработать в период и потом межаттестационный. Вот. Но опять же, вернусь к составляющей доработка аттестационного портфолио. Зачастую, когда педагог получает такого рода рекомендации, это вызывает, ну, достаточно бурную эмоциональную реакцию. Наверное, вот такая трактовка связана, опять же, с недостаточной информированностью. О чем речь, уважаемые коллеги? Да? Если бы экспертная группа, а тем более Республиканская аттестационная комиссия, не хотела бы, чтобы вы аттестовались, она бы, наверное, вам так и сообщила: ну, извини, коллега, да, вот, ну, не можешь ты пока, и вот в течение года тогда по федеральному порядку ты не имеешь права подавать заявление на аттестацию. То есть вот эта стратегия позволяет вот снизить все риски для педагога. Первое. Педагог не попадает в отрицательный приказ. Ни в организацию, ни в район, да, ни в учреждение не приходит приказ, где он, извините, не аттестован. То есть человеку, если он не попадает в некий период, предлагается отозвать заявление, осуществить доработку, опять подать заявление, да, и уже аттестационная комиссия, экспертная группа, опять же, смотрит материалы. Да, то есть смотрит материалы, которые хранятся у нас, и то, что вы доработали. Действительно, на сегодняшний день экспертам приходится непросто, потому что доработка зачастую бывает до 3 раз. Да, ну это довольно тяжело, да, кого-то мы просим все-таки, ну, серьезнее к этому отнестись и так далее, дольше, может быть, дорабатывать. Но вот сейчас эта стратегия действует. То есть это возможность
педагогам и аттестовываться, но при этом и осуществлять профессиональное развитие. Ну, как говорится, не застывать вот в некой стагнации. Потому что все мы выходцы из оценочной системы, все мы болезненно, да, реагируем, наверное, на замечания, есть такая особенность. Но это не есть хорошо. Вот процитирую недавний разговор, да, с Татьяной Дмитриевной, когда вот раньше, вспомните, мы ходили на уроки к коллегам, да, и каждый пришедший, ну, вот говорил о чем-то, что он увидел, что он не понял, да, что бы он посоветовал в зависимости от своего опыта. Сейчас эта практика приводится к тому, что мы максимум спасибо говорим, да, за урок. И в результате, да, вот и коллеги не узнают, а если, не дай бог, кто-то что-то скажет, да, то реакция, опять же, какая-то очень личностная, не очень профессиональная. Поэтому вот такие, наверное, замечания нам всем весьма нужны. Да, для того, чтобы двигаться, развиваться, да, находить новые способы профессионального развития. Это вот составляющая. Ну и, наверное, вот для большинства людей у нас, вот для учителей сейчас уже, по-моему, пару раз, да, вот реализовывался модуль, связанный с подготовкой к аттестации, где есть возможность, да, вот выяснить, как, что делается, на что идет опора, если в силу каких-то причин не ведется такая работа в школе или в районе. То есть тут человек, да, делает это сам, аттестуется на категорию человек, я напомню, добровольно. Вот. Еще раз обращаю внимание, которое связано с большим количеством вопросов, возникающих в этой связи. То есть вот смотрите, вы подали на высшую категорию, ну, предположим, готовились в торопях. То есть материал был не оценен даже на первую категорию. Ну вот не хватило многого, у вас, возможно, представления о портфолио были не такие, да, какие вот должны быть. Вот. И в этом случае что происходит? Вы можете доработать, да, аттестоваться на первую категорию, но это никто не запрещает вам дорабатывать материал дальше и подавать, внимание, доработку, ну если она в пределах разумного, на высшую категорию. Папка изначальная в любом случае хранится у нас, да, потому что это уже официальный документ, доказывающий вот тот самый предварительный уровень, да, вот представленных материалов. То есть комиссия вот такие папки не возвращает, тут даже нет смысла об этом говорить. Об этом говорится в самом порядке аттестации. Это федеральный документ прямого действия, то есть там объясняется, почему вот это так. То есть вот такого рода составляющая, которая, да, связана с той стратегией, которая на сегодняшний день реализуется, это методическая поддержка педработников в аттестационный период или адресная методическая помощь. То есть она осуществляется по всем педагогическим должностям, конечно, живется нам тоже очень непросто. Это вот третья составляющая. Четвертая составляющая, о которой я хотела поговорить, это первый критерий, да, в модели портфолио, по нему поступало много вопросов. То есть он действительно сначала существовал в виде формальных таблиц, где педагог математически должен был сосчитать практически количество пятерок, четверок и в табличку записать такую детскую табличку почти школярского уровня. Но сейчас у нас есть ведь такие ресурсы, инструменты, как ГИСЭО, да и для всех как минимум городских школ они существуют. Да, сложнее в отдаленных сельских районах, есть проблемы с интернет-связью. Но тем не менее все призваны, да, вот эти вещи отслеживать. То есть это и отметки, которые выставляются в журнал, это и результаты промежуточной аттестации и так далее. Но вот в целом, с чем связаны изменения в первом критерии? Он вообще остался в критерии один показатель. И что предлагается сделать педработнику? Ну, по сути, вещи естественные, необходимые и простые, которые на федеральном уровне предписаны с 2012 года. Напомню, сегодня 18. То есть мы уже просто, да, вот показали то, что это необходимо делать уже вот на такой штатной основе. И, кстати, мобилизовался ряд школ, да, у которых, допустим, вот этой формы отчетности не было. Что показывает учитель? Он показывает уровень достижения предметных, планируемых результатов, да, своих детей в определенной форме. То есть ребенок выполнил задание, связанное с контрольными срезами внутреннего мониторинга, которое осуществляли вы, промежуточной аттестации, он выполнил некое задание, это задание измеряло некие умения, они сформированы на определенном уровне.
Вы анализируете этот материал и на высшую категорию, да, выделяете, да, что сформировано на достаточном уровне, да, что сформировано недостаточно, в чем возникают проблемы у детей того или иного класса, да, тех или иных групп детей. И, соответственно, вот вокруг этого критерия уже строится все портфолио. Да? То есть планируемые результаты, да, мы фиксируем уровень их достижения, есть проблемы детей, есть дети, наоборот, одаренные. То есть, и, естественно, вот тогда уже и внеурочная деятельность связана с результатами первого критерия. Да? Если вы качественно проанализируете, что, как формируется, в чем проблема. И естественно, что когда вы предлагаете технологическую карту урока, вы тоже, да, должны определенным образом отнестись к планируемым результатам и к проблемам в освоении образовательной программы ваших детей и тоже показать в пояснительной записке, как эти проблемы решаются. Ну и статью, допустим, если мы говорим о профессиональном развитии, об этом же, собственно, можно написать. То есть вот портфолио замыкается, да, оно становится вот таким системным организмом, а не просто копилкой, в которую мы складываем, ну, некие результаты. Портфолио с 2014 года стало процессуальным. Да, то есть мы показываем, мы демонстрируем, да, свою компетентность, мы ее там описываем. Ну и, как я сказала, у нас есть таким образом возможность подготовиться к любым изменениям, которые вот могут возникнуть на федеральном уровне. Это был третий вопрос. Уважаемые коллеги, в аудитории есть ли вот уточнения? Ну, то есть, есть ли вопросы вот в дополнение к тому, что сказано? Есть у нас вопросы с районом. Давайте Уважаемые посмотрим коллеги, тогда у вас вопросы есть из района. возможность и в нашем чате задать эти вопросы. И мы их сейчас озвучим. Вас хороший, но вас не видно. Здесь мы ничего не можем помочь. Уважаемые коллеги, аудитория, помогайте тогда. Вот из того, о чем я говорила, да, вот что вот, ну, непонятно вовсе. Может быть, кто-то столкнулся уже с какими-то проблемами при оформлении. Единственное, что еще хотелось бы добавить по этому вопросу, именно по типичным затруднениям. Светлана Анатольевна очень верно обратила внимание, что с первого критерия начинается оформление всего портфолио. И он системообразующий, этот первый критерий. И, соответственно, есть еще очень важный критерий, это третий. Там, где мы представляем те педагогические образовательные технологии, которые мы используем для решения каких-то своих задач и целей. И в этой связи та таблица, которая предлагается для оформления по этому критерию, должна быть, наверное, более системной, чем мы это видим в ряде портфолио, и связана она должна быть с выбором тех технологий, которые помогают решить в том числе те затруднения, которые были выявлены в ходе всех вот этих мониторинговых исследований. И вторая графа «Обоснование выбора технологий», она не случайно в той таблице. Она именно направлена вот в том числе на обоснование отбора тех каких-то педагогических явлений, в данном случае мы говорим о технологиях, да, которые помогут нам решить ряд затруднений, которые мы обнаружили в процессе проведения вот этих вот разных диагностических процедур. Дополню, да? То есть, уважаемые коллеги, вот такого рода замечания. Вот по сути не нужно указывать в показателе 3.1, где мы описываем технологии в таблице, там 10 технологий. Нет, вы можете их указать 10, конечно, если вы ими владеете в полной мере. Вот. Но чаще всего человек, да, пользуется, ну, 2-3, кто-то 1-2, да, технологиями и, может быть, приемами из других технологий. То есть так честно и пишите. Вот, да, вот эта технология, она на уроках иностранного языка применима, так, когда вот позволяет вот такие-то вот задачи решать и вот такие-то проблемы. А вот еще, да, вы ниже пишете, прием такой-то используется вот в таких ситуациях, при таких задачах, при таких темах, разделах и так далее. Ну, то есть вот
в общем ключе так действуют все учителя, да, которые осознанно подходят к технологиям. Их не должно быть много. Тем более вот одна из самых популярных — здоровье сберегающее. Попроси сейчас любого сказать, что же это такое, да, затруднится абсолютно каждый. То есть не нужно вот опять же указывать технологии только потому, что вы там о них слышали или у вас в школе вроде бы как они прописаны. Пользуетесь, да, владеете, пишите. Нет, ну, не нужно, да, мучить ни себя, ни экспертов. То есть именно то, что можете, да, то, что у вас хорошо получается, и потом демонстрируйте это в рамках методической разработки урока. Причем демонстрируйте так, смотрите, одна должна быть качественная методическая разработка урока, включающая в себя, да, технологическую карту вот раз в 5 лет. В остальных случаях чаще это именно конспекты, да, там 2-3 конспекта, еще не более. Опять же, раз в 5 лет. Нужны они и действуют они как тренажер для самого учителя. То есть, когда мы стали анализировать уроки с позиции, да, и предметного результата более четко, причем предметного результата не просто, да, вот что я запланировала, да, а предметного результата, что у ребенка, какое у него должно действие, да, сформировано, которое потом ляжет в основу умения. То есть как эти вещи, да, происходят. Дальше метапредметные. То есть если человек хотя бы раз, два прописывает такого рода технологическую карту, то его профессиональное, да, мышление, оно, безусловно, развивается, работает на него следующие, да, наверное, 5 лет. То есть это полезные профессиональный мыслительный тренажер, и в нем нет ничего, вот в этом требовании нет ничего чрезмерного. Да? На его основе можно много что сделать потом. То есть, и, безусловно, по ряду тех действий, да, вот с чем мы сталкиваемся, это уже, как говорится, у всех наболело, но не надо писать, что дети слушают, да, или дети делают выводы. Нужно конкретно, да, написать, что какие действия предметные, связанные с требованиями к результату освоения программы, и какие действия метапредметные, да, обслуживающие зачастую именно предметные, необходимые, ну, у вас там коммуникативные всегда, да, обязательно. Вот. Какие совершает ребенок? Вы их должны спроектировать. Да, обратите внимание, те, кто их уже с легкостью проектирует, они так легко строят деятельностные уроки, им очень легко вопросы задавать под эти действия. Он уже точно знает, что нужно спросить, да, вот как организовать урок. Ну, извините за это, наверное, вот несколько такое семинарское, да, отклонение, может быть, у нас у всех вот такая потребность наболела. Вот. И еще у меня просьба, да, к республиканскому методобъединению. Дело в том, что у нас действительно сейчас представители республиканского методобъединения входят в число экспертов, которые смотрят работу на первую категорию, на высшую категорию. То есть в течение этого учебного года, да, и это будет большей части инициатива Татьяны Дмитриевны, ну, чтобы вы понимали, что это вот инициатива не просто, да, вот ее личная, это инициатива министра образования нашего, будет предложена в первую очередь экспертам и людям, да, которые вошли в РМО, учителям, которые вошли в РМО, выполнить задание предметно-методической части на компетентностной основе. Каким образом выполнить это задание? Разумеется, не в формате там ЕГЭ и не загнали, да, в аудиторию, посадили, там вы сами решите, как вам будет это удобно сделать. Возможно, дома, наедине с собой, да, возможно, с коллегами, да, обсудить. То есть необходимо будет, чтобы мы вот с вашей помощью апробировали эти материалы. А вот следующим шагом, наверное, логичным будет вот вывесить такие демо-версии, как тренажеры. Это еще одна возможность подготовить наших учителей вот к тому этапу, ну, который может произойти в 2020 году. Да? То есть наша задача сохранить, как говорится, здоровье и физическое, и психическое наших педагогов. Педагогов у нас не так много, это раз. Да? Дальше у нас средний возраст педагогический, он очень интересный, да? Вот он ближе к полувеку. Вот поэтому мы должны с учетом всех наших особенностей, да, и иметь возможность и аттестовываться, но при этом еще и средствами аттестации, как это и предписано федералом, профессионально развиваться. Уважаемая аудитория, очно здесь присутствующая, я вас, очевидно, вот покину, да, поэтому, может быть, еще вопросы. То есть вопросы могут быть разного толка, раз у нас вот объявлена аттестация, они могут быть на разную тематику. В том числе и с формальными некоторыми. Ну да, какие-то нормативные аспекты. Да. Скажите, пожалуйста, ввиду уточнений по поводу технологической карты, в рамках работы
учителя иностранного языка, будут какие-то уточнения или требования конкретизирующие то, как должна выглядеть технологическая карта, потому что они на первую точку, вот так как я их вижу, они бывают очень разного формата. Не всегда учитель понимает, что туда положить, как этапы расписать. Очень много размещений, много вопросов у учителя возникает. Давайте я отвечу в контексте для учителя вообще, да, а вот Татьяна Дмитриевна уже уточнит, да, по другим составляющим. Все, что касается, да, технологической карты, повышения вот компетентности учителя в этой связи, здесь действительно должны быть определены пути. Да, это и школьный метод объединения, и городской, и вот теперь само РМО, да, которое может такую технологическую карту обсудить и даже принять для учителей иностранного языка. Но, тем не менее, подходы к технологической карте существуют единые, да, так называемые универсальные, инвариантные, как угодно. То есть, что мы там прописываем в обязательном порядке. То есть деятельность учителя – это задания и вопросы, которые на каждом этапе урока задает учитель. Причем они могут быть как базового, так и повышенного уровня. Да, то есть так или иначе у вас это тоже может присутствовать в технологической карте, рискну предположить. Немножко не с того этапа я начала. Хочу сказать еще об этапах, да, то есть мы говорим, если о деятельности учителя, учеников, да, то ведущим механизмом реализации стандартов, мы помним, это системно-деятельностный подход, то есть, соответственно, эта технология должна быть деятельностного типа, ну, как минимум ТДМ, да, технология деятельностного метода, вот хотя бы ею должен владеть учитель, ну, потому что она вот такая вот наиболее универсальная и позволяет осваивать полновесно и понимать деятельность в других технологиях, да, то есть более свободных, которые уходят за рамки урока, допустим, да, там те же проекты, да, те же исследования. Честно, завязано как раз с этапностью урока. Да, и она очень четко прописывает этапы урока. То есть должна быть в технологической карте четко обозначена задача этапа, но не так, как это сделано у авторов-разработчиков, а с уточнением, да, по вашей теме. Ну, то есть, да, вот есть этап, есть его задача урока, да, это, как говорится, сверху написал, да, и потом сам увидел, организовал ли я действия детей в этой связи. То есть, вот мы переговорили с нашим ведущим методологом, да, всей республики, с Мелисаевной Билановой, она говорит, вот действительно, чтобы понятнее было учителю, нужно написать вот дальше не деятельность детей, потому что она подразумевается в этапах, да, а написать действия детей. И я вам опять же напоминаю, ну, такой экспресс-ликбез, да, то есть чаще всего мы вкладываем урок открытия нового знания. То есть новое знание – это у нас понятие, да, у вас могут быть это лексические единицы, способ работы с ним. Да, то есть открывается и то, и другое, ребенок овладевает алгоритмом составления предложения, слова, ну и так далее. То есть вот эти вот составляющие. То есть, естественно, ребенок должен совершить предметно-познавательные действия, коммуникативные, регулятивные, которые направлены вот на решение задачи этапа. То есть вот эти составляющие так или иначе в карте будут. Личностный результат, но он может быть по-разному прописан. Там, для каждого этапа, в целом для занятия. Тут решайте сами, да, вот как вариант. Но, тем не менее, вот то, что я сейчас проговорила, это, безусловно, ну, наверное, некое такое мое знание. И, возможно, что вот одна из тем, по которой вы будете, да, вот еще встречаться, будет связана, ну, с условным таким, да, общественным утверждением той формы технологической карты, которая удобна для вас. Но я еще раз делаю акцент, да, что вот именно действия детей это вызывает наибольшие затруднения у всех учителей, да, то есть сформулировать действия, которые совершает ребенок на каждом этапе по освоению знаний. То есть причина одна. Мы привыкли мыслить со своей позиции. Я свою задачу, свою цель скажу. Что я делаю на уроке, я скажу. Нет привычки формулировать то, что делает ребенок. А стандарт сейчас предписывает именно это. Да, то есть формулировать, что конкретно делает ребенок. Не просто сидит, думает, слушает, а что, да, делается вот с этим алгоритмом, как он его осваивает, что он делает на каждом этапе. Вот почему технологическая карта не очень простая, не очень, да, вот привычна. Для некоторой категории с ней сталкивались уже, да, педработников, ну, это уже отдельный вопрос. Вот, поэтому еще, если есть необходимость, потому что дальше уже, наверное, нельзя.
Мы говорили, да, по этому поводу, что любая карта, вне зависимости от ее вида, вы можете дополнять ее какими-то другими Материалами, материалами и ей так может далее. предшествовать, да, то есть определенная характеристика класса, да, то есть уровень обученности, что они знают, умеют в данный момент, вот, да, чем овладели, да, в чем испытывают затруднения, материалы, ресурсы, которые вы используете, основные, да, элементы нового знания, которые осваиваются, да, и так далее, да, то есть вот это все может быть совершенно спокойно прописано, особенности, да, работы этой группы детей, ну, условно, предположим, да, что вот с точки зрения языковой грамотности это далеко не самые сильные, да, дети, то есть вы можете прописать, да, их конкретные затруднения, в том числе, как вы над этим работаете на этом конкретном уроке. Именно это интересно, да, именно это интересно, как учитель, вот, наверное, самый такой вот значимый момент, который в новом порядке аттестации написано, личный вклад в качество образования, да. Это не просто так перечислить что-то, что знает любой учитель, даже работающий на соответствии занимаемой должности. Это я рассказываю коллегам о том, как я решаю проблемы обучения конкретных детей, имеющие определенные затруднения. То есть я делюсь с коллегами, они могут, да, вот потом переработать мой материал и в аналогичной ситуации вот действовать каким-то таким вот образом. Ну что, уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание, да, надеюсь, я была хотя бы адекватна, да, после такого объема работы. Спасибо, вы были очень адекватны. Вот. И такой момент я просто напомню. Для тех, кто не знает, иногда это бывает уже немножко забавно, но, может быть, мы привыкли, это и есть. То есть у нас есть прямой выход, да, на центр аттестации, КРИРО деятельность, аттестация, там есть наши телефоны, да, есть наш электронный адрес. Нам, как правило, пишут, задают вопросы и, соответственно, да, звонят. Вот поэтому такая же возможность есть у всех. Всего доброго и удачи в работе Республиканского методического объединения учителей. Уважаемые коллеги, здесь к нам поступила просьба от тех, которые находятся по ту сторону экрана. Если в аудитории мы задаем вопросы, то задаем их громче, ну, видимо, чтобы в чате эти вопросы не повторились, и люди услышали. То есть, подводя итог всему сказанному выше по апробации экзамена, мне бы хотелось сказать следующее. Дело в том, что, как Светлана Анатольевна уже сказала, предметно-методическая компетентность и будет тем связующим, наверное, или той основой, которая и будет в этот экзамен заложена. Предметно-методическая компетентность подразумевает безусловное решение каких-то педагогических, методических задач, отбор заданий, формулировок в зависимости от, например, предложенных затруднений. То есть это не тот формат ЕГЭ, который сейчас есть, это только чисто предметная составляющая. Ну и в том числе, как учитель умеет отбирать тот необходимый методический, дидактический материал для решения вот тех затруднений, с которыми он может столкнуться в своей педагогической деятельности. То есть нам с вами необходимо этот экзамен апробировать. И еще раз моя уже личная большая просьба реагировать, пожалуйста, на эти просьбы адекватно. Вас лично никто сейчас в данной аудитории либо потом не собирается проверять. Да? Это лишь, наверное, вариант понимания того, насколько действенно будет работать этот экзамен. Если мы его не апробируем, если мы с вами не поймем, да, помогает ли он нам разобраться с нашими какими-то затруднениями, проверяет ли он у нас что-то, либо это очередной вот такой формальный подход, который реализовался. Для этого, собственно, нужна будет апробация. И моя просьба вот к нашим постоянным членам Республиканского методического объединения и к тем, которые будут к нам присоединяться, реагировать, пожалуйста, активно участвовать в этих во всех начинаниях. В конце концов, мы сами заинтересованы, чтобы этот экзамен был наиболее удобным для нас виде. Если мы никак реагировать не будем, мы получим то, что мы всегда получаем, когда мы не реагируем. Да? То есть без учета наших высказанных замечаний.
Ну, если и по как раз технологической карте урока, спасибо большое, что этот отклик какой-то нашел. Действительно, наверное, назрела необходимость на уровне нашего методического объединения сделать некие рекомендации для тех, которые готовят свой портфолио, для того, чтобы определить, какую же технологическую карту мы с вами определяем наиболее удобной для заполнения вот в пределах Республики Коми. Вот если мы такой шаг с вами предпримем, наверное, может быть, нам всем будет легче. Но если вы с этим не согласны, то тогда, конечно, вы имеете право представлять свои результаты в любом другом виде. Но если мы примем с вами, если она уже будет у нас зафиксирована в качестве рекомендаций от Республиканского методического объединения, то эксперты, соответственно, будут проверять, в том числе, да, вот на соответствие представленных результатов именно в рамках технологической карты. Наше как раз типичное действительно такое затруднение – это неумение прописывать действия. Если мы прописываем действия, то действие подразумевает некий результат, да, результативность уже там закладывается. И еще одна очень типичная ошибка, и тем более она сильно видна как раз в технологических картах уроков иностранного языка, когда мы пытаемся выхолостить содержание преподаваемого предмета, что никоим образом нельзя делать. У нас остаются некие абстрактные действия учителя. Да? Учитель предлагает там ученикам послушать некий текст. Какой это текст? Что он из себя представляет? Но при этом заявлены формируемые действия ученика. А как их проследить, что действительно эти действия формируются адекватно? Должен присутствовать и в том числе дидактический материал, на основе которого формируется это действие. То есть из технологической карты урока не предполагается выхолащивание содержания деятельности учителя. То есть вы понимаете, а если вы зайдете в интернет, в котором очень много методического мусора содержится, вы можете посмотреть ряд карт. Вот, лучше не заходите, вы правы абсолютно, потому что ряд карт, он вообще не содержит предметного содержания, нет там предметной части. То есть это может быть и любая, читаем и не понимаем, о каком предмете конкретно идет речь. Так не может быть. Тогда это не технологическая карта урока конкретного, это вообще некая абстрактная карта. Поэтому, наверное, следующим этапом нашей деятельности, и, может быть, на следующем заседании, мы с вами уже представим некую модель, да, технологической карты, которую мы попросим, за которую мы попросим проголосовать, которую принять, обсудить и так далее. Да. Наверное, это будет нашим следующим этапом. И еще, наверное, очень важное объявление – это то, что мы в самое ближайшее время отправим по нашим активистам вот ту модель экзамена, которую мы будем с вами апробировать. Эта модель нужна, и она должна быть равноценной тому портфолио, который сейчас работает. Потому что не должно быть аттестация одной легче, одной тяжелее. Они должны быть равноценны. Поэтому изменяется и сам экзамен. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второму вопросу, и я с удовольствием предоставляю слово Татьяне Александровне Марцинюк, заведующей отделом литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Республики Коми. Добрый день. Я думаю, что все будет хорошо. Вы, да, мы не следим, ничего, она появится. Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что я по праву могу к вам обратиться именно так, поскольку ваша коллега
по своему образованию, по своему значимому периоду профессиональной деятельности, поскольку я учитель немецкого языка по своему образованию. И имею в опыте не только преподавания в школе, но и в ВУЗе, в пединституте. И более 10 лет руководству научно-методической лаборатории факультета иностранных языков, деятельность которой была самым тесным образом связана с деятельностью учителей иностранных языков. Поэтому вот моя работа в качестве заведующей отделом литературы на иностранных языках, она не может быть во мне и в моей деятельности оторвана от нашей дорогой и очень ценной целевой группы, а именно это учителя иностранных языков. И мне бы сегодня хотелось показать такие основные моменты в нашем сотрудничестве с учителями. Мы активно это делаем уже в городе, в Сыктывкаре, и я думаю, что пару лет мы работаем уже порядка 2 лет работаем с Центром развития образования города Сыктывкара. И вот основные моменты, на которые бы мне хотелось обратить ваше внимание, это две вещи. Это наш фонд, что мы, собственно говоря, предлагаем. И второе, это некий событийный ряд, который мы делаем и предлагаем в том числе учителям иностранных языков и учащимся. Если таким беглым взглядом фонд – это и учебные пособия, и школьные учебники, это периодика, это и книги, адаптированные для чтения, книги, это художественная литература. И в последние годы мы активно скупаем пособия по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и так далее. Еще об этом дальше буду говорить. И событийный ряд, вы вот видите на презентации, здесь 3 крупных момента. Это семинары повышения квалификации для учителей, которые, естественно, мы проводим не самостоятельно, мы проводим с нашими партнерами, либо это Центр развития образования, либо Гёте-институт в Санкт-Петербурге, наш постоянный международный партнер, и с 2017 года с Институтом повышения квалификации. Далее, это масштабные такие образовательные события. Это, возможно, кто-то из вас и был на мобильном форуме учителей немецкого языка, потому что тогда у нас порядка 100 учителей немецкого языка присутствовало. Это и День открытых дверей, и Дни специалиста, которые мы проводим, и фестиваль Европейский день языков, которые были в 2016-2017 годах. И это мероприятия, которые мы предлагаем для организации внеурочной деятельности учащихся. Все, кто учителя из Сыктывкара, ну, наверное, практически все имеют списки этих мероприятий, очень многие им пользуются этой возможностью, приходят к нам и как в урочное время, так и в неурочное. Итак, я кратко покажу те события, которые упомянула. Это первое, что мы видим, мобильный форум учителей немецкого языка. Был он организован нашим партнером Гёте-институтом в Санкт-Петербурге. Вы видите здесь на 2 фотографиях, собственно, команду, которая реализовывала, и одну из 8 площадок, которая работала в тот день, в октябре 2015 года. Далее, это уже совсем свежий семинар, это был октябрь 2017 года. Семинары для учителей английского и немецкого языков, кооперативное обучение преподавания английского языка и как разговаривать учащихся на уроках немецкого языка. Преподавателем был учитель России 2014 года и лучший учитель немецкого языка 2013 года Денис Рочев, также референт Гёте-института в Санкт-Петербурге. И это семинар «Как стать учителем года», который также проводил Денис Игоревич. Это был первый семинар, который мы проводили с вами. И я знаю, что приезжали коллеги, возможно, кто-то из тех, кто сейчас присутствует на этом заседании, был участниками этого семинара. И далее, это фестиваль, который становится уже традиционным у нас, и в этом году, в 2018, он будет проходить 3-й раз. Фестиваль «Открой для себя Германию», который длится достаточно долго, несколько месяцев, но всегда центральным событием является такое образовательное событие, наверное, или мероприятие. Это интерактивная выставка плакатов на ту или иную тему, которая сопровождается рабочими листами и всевозможными видами работы, как для учителя, так и для учащихся. И мы рады, что эта форма работы вот с таким ресурсом нетрадиционным, это и не печатное, это и не электронное, это такое нечто отличающееся, но пользуется
большой популярностью среди учителей немецкого языка и учащихся, но, кстати, не только учителей немецкого, но и учителей английского языка, поскольку у нас есть такие занятия на русском языке, и они такой приобретают характер именно страноведческий, это и развитие некой межкультурной компетенции. И в этом году у нас тоже планируется подобная выставка уже с другим содержанием, с новым. Не могу не отметить наше детище, это детище нашего отдела, Европейский день языков, который с каждым годом получает все большую популярность среди учителей всех языков и широкой публики. И в 2017 году было очень отрадно. У нас приходили целые группы учащихся, как в сопровождении учителей, так и без сопровождения. Вот это вот вообще был приятный момент. И в воскресный день, когда на такое много событийное мероприятие было там порядка 300-350 человек, знаете, ну реально отрадно, потому что я понимаю, что вот просто так прийти в воскресенье не на занятие, не в обязательном порядке в библиотеку, ну, в общем, для нас это дорогого стоит. И, видимо, мы предлагаем то, что действительно является востребованным во всех наших целевых группах. Но не буду тут сильно уже останавливаться. То есть у нас есть мастер-классы, там пробные уроки по разным языкам, у нас есть акценты либо на самообразование, либо на какие-то страны, и здесь мы работаем всегда в связке с образовательными организациями, государственными или частными языковыми школами, потому что сами, ну, это всегда партнерский проект. Куда мы приглашаем в 2018 году? Приглашаем на фестиваль «Открой для себя Германию». Стартует он 18 марта и продолжается по май и, возможно, и по октябрь. Старт 18 марта. Называем мы его «Немецкая тусовка. Искусство, творчество, креатив, вдохновение». Это воскресный день, и это день, который посвящен, как вы понимаете, немецкому всему. Открытие в этот же день состоится интерактивной выставки плакатов на полную мощь. Тематика – это современные направления музыки в Германии. И новая форма, которую мы никогда не реализовывали, это «Нарисуй концерт». Не буду много говорить, сохраню интригу. Приезжайте, кто находится не так далеко от Сыктывкара, я думаю, это того стоит. Как правило, это проходит в такое удобное время, где-то с 12 часов дня до 3 часов. И, как правило, в одно и то же время проходит несколько площадок, и книжные выставки, и все, да, можно прекрасно провести выходной день. Вход всегда свободный, что тоже, наверное, приятно, да? Второе большое событие, которое мы проводим, это День языков и культур. В этом году мы решили его немного придать некий такой более широкий формат, и из Европейского дня языков у нас вырос День языков и культур, который мы соединяем, опять-таки, с акцией немецкий первый иностранный. Я получил сегодня как раз письмо о том, что, да, эта акция утверждена в городе Сыктывкар и в республике Коми. И, соответственно, вот в эти же сроки наш партнер из Гёте-института Санкт-Петербурга подтверждает, что мы можем планировать такой семинар для учителей иностранных языков, в первую очередь немецкого языка, но это уже далее будет. И мы согласовали также сроки, что очень отрадно, поэтому коллеги из районов, вы, если будете участвовать в курсе повышения квалификации в этот период, в октябре, то вы, само собой, попадаете на День языков и культур, вы попадаете на вот этот семинар, на общение с представителем Гёте-института, с представителем, преподавателем Гёте-института. Ну, то есть вот, ну, такая будет очень, я думаю, насыщенная, вкусная и вообще шикарная программа. Не побоюсь этих слов, да? Потому что делаем не первый раз и знаю, о чем говорю. Дальше. По организации внеурочной деятельности наше предложение. Вот вы видите здесь на слайде, это первое, что мы сейчас активно предлагаем, да, курс информационной компетенции. Есть пользователя национальной библиотеки, есть учащегося, есть студента. Студенты есть СПО, есть студент
вуза есть такая же программа для учителей. Мы уже договорились, что вот в рамках 2 курсов повышения квалификации мы будем иметь возможность, время, часы для того, чтобы вы могли прийти к нам и пройти как и частично или, может быть, полностью вот курс информационной компетенции. И по запросам я слышала о том, что в аттестационных материалах и вот в портфолио должна быть статья. Статья – это всегда оформление. У нас есть специальный курс в течение часа, где вы получите все материалы и правила, как оформлять правильно статью, ссылки и библиографический список. И эти материалы вы еще и собой можете получить, поэтому я думаю, что стоит это иметь в виду. Далее, я знаю, что вот этот курс очень хорошо востребован учителями именно для учащихся, для тех, кто вот в городе, мы это обсуждаем всегда вот с Еленой Санной на предмет, кто руководит научно-исследовательской работой учащихся в старших классах, то вот этот курс мы всегда можем как-то скомпоновать и предложить с учетом интереса учителей или с учетом вот видения, как учитель хотел бы синтегрировать этот курс вот в эту научно-исследовательскую деятельность. То есть мы здесь всегда стараемся быть гибкими и совместить вот это наше предложение с запросом непосредственным и с потребностями, потому что совсем нам не хочется предлагать что-то насаждать, как именно видим мы. Мы можем видеть, иметь свое профессиональное видение по ряду вопросов, но вот здесь мы всегда работаем совместно с учителями. Далее, что мы предлагаем, это всегда квесты-экскурсии, которые знакомят либо с фондом отдела, либо они знакомят с какой-то литературой определенной, чаще всего это астрономическая литература, это и литературные туры, тематические обзоры, интерактивные выставки, в общем, и настольные игры в том числе, которые в последнее время у нас просто вот, хиты выходных дней и любого периода. Приятно на иностранных языках, семейный такой момент. Если вас очень заинтересовал этот перечень мероприятий, у вас появится некая возможность быть в городе или приезжать. Но я знаю, что у нас вот Цисельский район, школа из Визинги, они просто приезжают. Есть автобус, они приезжают, вот целенаправленно, организованно. Если у вас тоже есть такие возможности, пожалуйста, я в конце презентации скажу и оставлю свои все координаты, любые, да, пожалуйста, напишите нам, позвоните, мы обговорим, в какой день вы можете приехать, что бы вы хотели непосредственно сделать у нас, как бы вы хотели провести время для пользы и для удовольствия, и я думаю, что есть все шансы на то, что мы это организуем и сделаем. Но вот теперь к фонду. Порядка 2 лет мы ведем активную работу по модернизации фонда. Это означает, что мы хотим быть востребованы вами. Мы не хотим жить отдельно, и не хотим иметь фонд, который живет сам по себе, и наши читатели живут сами по себе, и как-то мы там пытаемся как-то соединиться. Да? Поэтому уже, по-моему, в январе 2016 года, уже практически 2 года назад, мы проводили анкетирование среди учителей иностранных языков в городе Сыктывкаре о том, что, собственно говоря, является сейчас, что сделает вашу деятельность более успешной и что поможет решить ваши некие наболевшие вопросы. И, как я говорю, в таких случаях, что вообще сделает вас счастливыми. Если вот получив вот это пособие и эту книгу в нашем отделе, это сделает вас счастливее, вашу жизнь немного легче, я буду рада, и все мы тоже. Значит, по запросам, вот тогда выяснилось, что большинство учителей сказали, вот если бы у вас были пособия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, а также по ряду вопросов, именно связанных с аттестацией, о том, как писать рабочие программы, то это нам бы, значит, очень сильно помогло. Мы откликнулись, и мы в течение 2 лет закупали вот такие пособия. И сейчас, когда есть РМО, есть такая возможность общаться на всю республику, мы говорим вам о том, что, пожалуйста, не чувствуйте себя оторванными. Вот все то, что сейчас я предлагаю из фонда, это все можно заказать. И я вам в конце покажу технологию, как это сделать и через какие контакты. Да? Поэтому вот что мы... поймите правильно, это не все, что я сейчас вам покажу. Это все, что есть в фонде, да? Но как-то вот мы сформулировали и решили предложить вам этот момент. Вот здесь вот где-то же презентация потом будет размещена, да? Презентация сохраняется, она сохраняется в записи, то есть все наши с вами встречи, их можно пересмотреть, если возникают какие-то вопросы, если что-то не записали, они у нас на портале «Открытое образование», и вопросы по окончанию мы потом озвучим, поэтому вы когда закончите свою презентацию, потом, да, мы вернемся к вопросам, уважаемые коллеги, задавайте их в чате,
мы их не пропустим, мы обязательно на них откликнемся. Так, ну я к тому, что вот можно все это будет отсмотреть на презентации, все, что мы предлагаем, либо по тем контактам, которые будут, все это написать, спросить и уточнить. Вот я пока сейчас пролистаю, что можно заказать или непосредственно приехать, получить в отделе, либо заказать. Так, ПЛГ. Вот есть у нас такие издания, как составить рабочую программу учителя в соответствии с требованиями ФГО, современный урок иностранного языка, рекомендации разработки уроков. Сразу же хочу сказать, если у нас получится получить некую обратную связь от республики и от города, насколько это все еще, вот этот запрос остается актуальным для вас, или же сейчас появляются какие-то новые вопросы, соответственно, новые потребности, мы будем вам благодарны. И если мы можем, опять-таки, имея в фонде эти пособия, каким-то образом вам помогать, то, собственно, это наша работа. Поэтому все, что нам нужно, это обратная связь. Мы ее поймем по тем заказам, на которые мы надеемся, да, что и на какие-то, возможно, вопросы или запросы и пожелания. И далее, но то, что мы получили уже вот сейчас, в 2018 году, для начальной школы достаточно много пособий, потому что тоже был запрос, один из запросов, ну, то, без чего сейчас не может жить отдел наш, это аутентичные издания, там мы понимаем, что они не включены в списки, утвержденные министерством, но тем не менее, то есть это просто то, что должно быть в отделе и то, что пользуется популярностью, и мы считаем нужным сказать вам об этом, что такого уровня пособия у нас тоже есть, и в плане на 2018 год у нас стоит приобретение аутентичных изданий для сдачи экзамена Cambridge. Сейчас мы Cambridge English, мы работаем совместно здесь с двумя частными языковыми школами, которые являются лицензионными центрами. Мы должны выявить, что непосредственно мы купим, но это должно быть у нас, да, и это будет. И мы планируем также консультации с преподавателями, которые готовят к этим экзаменам, для того, чтобы можно было прийти и совершенно бесплатно понять, как работать с этим учебником самостоятельно, заниматься, готовиться, там, на что обращать внимание и так далее. Потому что наш отдел всегда позиционирует себя как центр самообразования. Я всегда говорю, пожалуйста, 10 до 20 каждый день. Техника, там, ноутбук, наушники, учебные пособия, диски, пожалуйста, все, что есть. Кофе внизу в автомате. Периодические издания некоторые вот покажу, далеко не все, но я просто подумала, что те, которые в школах нет. Если есть какая-то потребность, иностранные языки в школе, там 1 сентября, тоже это само собой разумеется есть, если нужно, мы пришлем через межбиблиотечный абонемент. Вот теперь, как вот это все заполучить, да, если вы не в Сыктывкаре, но все равно повторю, что непосредственно в отделе, если вы можете приехать в библиотеку, да, и вы читатель, если не читатель, то записаться это не так долго и не так сложно, это практически бесплатно. Но, правда, если будет электронный билет включен, сейчас уже введем, 30 рублей, я думаю, такие большие деньги. Далее, это передвижные выставки по заявленной тематике. У нас есть опыт с некоторыми районами, когда проходят у вас декады иностранных языков. Я не знаю, может быть, какие-то фестивали или какие-то другие события, к которым вы бы хотели заполучить определенный книжный ряд. Сейчас, знаете, никто этого не скрывает. И даже президент нашей ассоциации библиотек Российской Федерации на нашей юбилейной конференции сказал, что, вы знаете, сейчас книги очень часто являются дизайном, сопровождением дизайна. Поэтому сейчас это, знаете, никто это не скрывает. Если вы хотите иметь вот во время своего какого-то мероприятия, посвященного языкам и культурам, вы можете попросить у нас определенную выставку по той тематике, которую бы вы хотели. У нас есть шикарные альбомы о Германии, шикарные фильмы на английском языке, там, о чайных традициях, сад и так далее и тому подобное. То есть мы всегда что-то вам подберем. Просто скажите, что. Вот эта вот тематика, она здесь есть, и она может быть еще и другая. Пожалуйста, минимум, я думаю, что там сроки мы всегда можем уговорить. Это 2 недели, это месяц или это нужно больше. Это все решаемо на самом деле. Технология, как это работает. Вы можете получить это в библиотеку школы.
вы можете получить это через центральную библиотечную систему, то есть через центральную библиотеку вашего города или района. И вы можете получить это в библиотеку школы через центральную библиотеку. У нас буквально на днях был такой опыт, когда получила центральная библиотека, но по своим договоренностям, значит, центральная передала в школу. Это уже как вы на местах, какие у вас связи, как, ну, то есть как какая-то работа выстроена или нет в школьной библиотеке. А также мы, ну, как бы это будет не доступ к фонду непосредственный, но, по крайней мере, информирование. Мы можем вас информировать о новинках, или мы можем вас информировать о книгах по некой тематике. Для этого нужен ваш электронный адрес, ваша тема. И мы делаем индивидуальный подбор ресурсов по запросу, естественно, также удаленно, но тогда это нужно будет заказывать через тот же самый МБА, межбиблиотечный абонемент. Поверьте, это все не так сложно и так страшно, как, может быть, кажется на первый взгляд. Это работает. Вот теперь контакты. Это мои личные контакты, мой личный мобильный телефон, это рабочий телефон, это наша электронная почта отдела, где мы получаем все запросы. Кстати, в том числе и продление книг, и какие-то подборки. Обратите внимание на наш адрес ВКонтакте. Это самая свежая информация, кстати, в том числе и о новинках, которые там появляются, о тех событиях, которые готовятся, которые вот проходят. То есть вы, если смотрите эту страницу, никогда получите самую свежую информацию о нас. И далее это адрес межбиблиотечного абонемента у нас, куда непосредственно можете послать заказ. Вы можете отправить заказ на оба адреса, на нашего отдела МБА. Мы разберемся. Надеюсь, что сделаем все самое необходимое для того, чтобы ваш заказ состоялся. Так, вопросы, да? Первый был, насколько я помню, о курсах информационной компетенции. Естественно, они бесплатные. И второе, да, они, конечно, очные. Потому что одна из задач, или, собственно, в принципе, задача этого курса уметь находить ресурсы. Да, информационная компетентность, она многогранна. Но умение в современном мире ориентироваться вот не только в информации, а вот в информации о ресурсах, она одна из главных. Да? И вот мы как раз учим, а как вообще ориентироваться в этом нашем бесконечном хранилище, в котором 7 этажей. Да? Ну, все 7-то не учим. Поэтому электронный каталог. Я не готова сейчас сказать, можем ли мы как-то это сделать заочно. Не знаю, нужно подумать. Но, кстати, еще один из путей, который я не проговорила, если вы хотите посмотреть, вообще книга в фонде есть или нет, вы заходите на сайт библиотеки национальной, заходите в электронный каталог и смотрите там автор или заглавие, но можно и по ключевым словам, попробуйте. Но главное, не работайте как Google. Это такой вот. Татьяна Александровна, такой вопрос. О курсе для обучающихся. Они у вас платные? Я уже ответила, бесплатно. Про курсы коммуникационные. Ну, здесь дальше нам, скорее всего, ваши предлагаются. Ну и там по технологической карте еще раз в аудитории говорить громче. На остальные вопросы я отвечу чуть позже, потому что их много достаточно поступило, в основном по технологической карте, по семинарам, сетования. Ну вот здесь мы, к сожалению, уже ничем вам не сможем помочь. Да? На семинары направляют все-таки либо муниципальная образовательная организация, либо государственная образовательная организация. На семинары, на курсы повышения квалификации вас направляет ваш работодатель. Поэтому здесь мы эту проблему решить не можем. Мы вас можем только пригласить на разные курсы, а вот как вы уже сможете поехать. Есть дистанционные курсы в том числе, и, собственно, вот Татьяна Александровна тоже озвучивала и эту возможность. Спасибо, Татьяна Александровна. Спасибо вам. Мы переходим, коллеги, к третьему вопросу, и я попрошу подготовиться, наверное, Ирину Валентиновну, она самая первая, да, у нас заявилась
с этим вопросом, и мы ограничим, да, выступление все-таки до 10 минут. Согласны, уважаемые коллеги? Нет, вы сюда присаживайтесь, вас здесь будет видно, мы сейчас это включим. И ищите свою презентацию. Сюда присаживайтесь. Давайте мы поменяемся местами. Вот так, не очень эстетично. Здравствуйте, коллеги. Тема моего доклада – организация работы с организация работы с одаренными детьми через исследовательскую и проектную деятельность. В современной школе целью обучения является не столько вооружение учащегося знаниями, сколько формирование у него умение действовать сознанием дела. Соответственно, знания должны быть источником и средством обучения действиям. Усвоение знаний происходит непосредственно в процессе деятельности, в ходе применения этих знаний на практике. Роль учителя в этой ситуации меняется. Учитель перестает быть единственным источником знания, а лишь подсказывает детям пути поиска необходимой информации и опыта. Переход от авторитарной формы преподавания к адаптивной предполагает внедрение личностно ориентированных технологий обучения, перевод обучения на субъектную основу с установкой на саморазвитие личности. Использование проектной методики соответствует этим требованиям, так как позволяет организовать самостоятельную, групповую, индивидуальную деятельность, предполагающую использование исследовательских и поисковых методов, творческих работ учащихся, работы с разнообразными источниками информации. Для одаренного ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет применить скажем так, выявить себя в группе, индивидуально, приложить свои знания, принести пользу и показать достигнутый результат открытым. Эта деятельность направлена на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Важно предложить детям значимую для них проблему, которая будет для них интересна. Работая над темой проекта, ученики совершенствуют уже имеющиеся знания и приобретают новые, добывают информацию из различных источников и интегрируют ее в свой собственный жизненный опыт. Для учителя проект – это интегративное дидактическое средство развития обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования, постановка проблемы, целеполагание, планирование своей работы, рефлексия, самоанализ, презентация, поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность. Следует более точно рассмотреть определение исследовательская деятельность и проектная. Исследовательская работа – это работа, связанная с решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Научное исследование направлено на выяснение истины, на получение нового знания. Такая работа имеет большое сходство с проектом, но все-таки это лишь часть проекта и один из этапов. Проект – это же работа, направленная на решение конкретной проблемы и на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может включать элементы доклада, реферата, исследования и других видов самостоятельной работы учащихся, но только как способ достижения результата проекта. Особенности этого метода. Прежде всего, это наличие проблемы. Проблема – это задача, требующая разрешения, исследования. Проблема берет начало в проблемной ситуации. Она должна иметь личностно значимый для учащихся характер, мотивировать их на поиски решения. На мой взгляд, наиболее сложная задача, с которой сталкиваются учителя при организации исследовательской деятельности в школе, это найти интересную тему для исследования, то есть тему, которая обещает в дальнейшем значимый результат. Мечта, конечно, каждого учителя, чтобы ученик сам нашел такую тему, сформулировал, выделил проблему, но, как практика показывает, это бывает очень редко, и даже я думаю, что для учителей это достаточно большая трудность. Остановлюсь на нашем проекте «Мы против жестокости».
ну, который занял первое место в муниципальном конкурсе учебных исследовательских работ в 2017 году среди учащихся 7-9 классов, именно среди 7 классов. Проект был представлен на английском языке, проект практикоориентированный, информационный, с элементами исследования. При работе над проектом «Мы против жестокости» мы с учащимися 7 класса обратились к такой актуальной и социально важной теме, как подростковая жестокость в образовательной среде. Мы исходили из реальной жизненной ситуации. Нет ни одного школьника, который не сталкивался бы с этой проблемой в том или ином виде. Кто-то прямо подвергался издевательствам, насмешкам, давлению, кто-то наблюдал эти явления со стороны. Исходная проблема проекта была определена так: преодоление жестокости среди подростков. На первом этапе работы над проектом возникает первичный мотив к деятельности. Наличие проблемы вызывает стремление ее преодолеть. Второй этап работы – целеполагания. На этом этапе проблема преобразуется в лично значимую цель. Целью всегда является решение проблемы, в конечном итоге создание проектного продукта. Целью нашего проекта мы выбрали помощь тем, кто страдает от буллинга, то есть детям, которые испытывают физическое, моральное, психическое давление, унижение. В своем проекте мы доказываем, что неучастие, позиция пассивного наблюдателя является формой поддержки буллинга, и наше отношение к этой проблеме может остановить или способствовать развитию жестокости. Ученики 7 класса предложили и разработали свои способы преодоления жестокости среди детей и придумали, в каком виде представить их классу и школе. Так называемый ожидаемый результат или проектный продукт в нашем случае – это организация противодействия буллингу и проведение акций Anti-Bullying Week at School в школе. Создание проектного продукта является непременным условием работы. Проектный продукт должен обладать определенными потребительскими свойствами, то есть он должен удовлетворять потребности любого человека, столкнувшегося с проблемой, на решение которой и был направлен. Учащиеся также разработали советы и рекомендации тем, кто сталкивался, был участником или свидетелем буллинга. Кроме того, были созданы красочные постеры на тему «Скажи буллингу нет», выражающие отношение учащихся к этой проблеме. Еще одна особенность метода проекта – предварительное планирование работы. Весь путь от исходной постановки проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные этапы со своими задачами для каждого из них и определить способы решения этих задач и найти ресурсы. На этапе планирования необходимо было продумать, какие задачи надо решить на пути к конечной цели проекта. Надо было изучить причины буллинга, виды буллинга, различные роли его участников, обидчик, жертва, свидетели. Важным моментом является также определение способов решения задач, изучение литературы, отбор источников информации, проведение опросов, исследований, наблюдений, анализ и обобщение полученных данных. Ученики 7 класса работали с литературой по данной тематике, беседовали с психологом школы и собрали информацию о 3 видах буллинга – физическом, эмоциональном и кибербуллинге, который приобретает все более широкое распространение. Также они составили анкеты, опросники, провели анкетирование 100 учащихся 6 по 10 класс, был проведен анализ и обобщение полученных данных, выводы представлены в виде графиков, диаграмм и таблиц. Советы и рекомендации тем детям, кто нуждается в помощи, были оформлены в виде постеров и вывешены на школьных стендах. Ну, вот здесь мы, давайте, можем посмотреть. Значит, кибербуллинг, который в некоторых случаях уже переходит черты грани закона определенные. Школьники провели анкетирование. Вот мы получили следующие данные. Вопрос был, где вы сталкиваетесь с буллингом? 7% дома и 86% в школе. Типы буллинга в школе. Вот на таблице, на графике видно, что 71% это name-calling, то есть клички, обзывания. 67% это сплетни, распространение сплетен. 46% это taking things, то есть школьники забирают вещи какие-то друг у друга, может быть, портят их, выбрасывают. 46% также это teasing,
дразнилки всевозможные, ну и так далее. Мы говорим в своем докладе, что обидчиками, да, вот bullies are not born, то есть дети такие не рождаются, они, как правило, вот эти дети являются жертвами буллинга дома или, может быть, вне школы. Кроме того, мы рассматриваем в своем докладе, в своем проекте, кто из детей обычно становится жертвами. Это, как правило, дети слабые физически или имеющие отличие от других детей. То есть у них меньше друзей, они менее популярны среди своих сверстников и как бы не способны к самозащите. Сейчас уже заканчиваю. Также мы говорим, что практически, да, и мы рассматриваем вот группу детей, которые bystanders, так называемые, те, которые как бы то есть они видят, они тоже участвуют в травле, и они представляют собой аудиторию, зрительскую аудиторию для обидчика, и тем самым ухудшают ситуацию. Здесь можно еще что сказать. Значит, вот график показывает, что примерно 40% детей сказали, что они ощущают себя жертвами. Bystanders, вот эта группа, которые стоят и смотрят, это вот 16%, и свидетели 91%. Отрадно то, что на вопрос, что бы вы сделали, если вы бы увидели случай жестокого обращения, около 70%, больше 60%, около 70% сказали, что все-таки они бы попытались вмешаться и остановить вот такое жестокое отношение. Следует сказать, что в случае буллинга выигравших нет. Даже те, кто сегодня не являются жертвами, они могут стать жертвами в будущем. Ну и закончить я хочу следующим, как бы сказать следующее, что проектная исследовательская деятельность, да, ну, давайте покажу еще быстро наши, то есть вот рекомендации, которые мы разработали для тех, кто нуждается в помощи и кто хочет помочь. Вот такие красочные постеры мы хотим повесить в школе. В ближайшее время проведем вот эту антибуллинговую неделю. И я считаю, что проектная и исследовательская деятельность представляет собой творческий процесс обучения, воспитывает в детях жажду знаний, стремление к открытию, активному труду и самопознанию. И именно поисковая и проектная деятельность является одной из самых удачных форм работы с одаренными детьми. Имеет хорошие результаты. Спасибо. Были ли у вас какие-то юридические рекомендации с точки зрения юридической, как действовать в этой ситуации? Юридические? Да. Вы что делаете детям, которые травят с позиции юридической? Нет, я просто это в качестве вопроса. Что делать детям, которых травят? Да. Которых травят? С юридической позиции. Было ли это у вас задачей обозначить в качестве рекомендации? Это чисто вопрос. Нет, к закону мы как бы не обращались, с точки зрения закона мы это не рассматривали. Мы вот именно в конце у нас там как бы обращение к детям: be more friendly, more love than hate, spread more love than hate, то есть больше любви, чем ненависти, будем толерантны, будем друг друга уважать, любить, и вот в школе должна быть атмосфера такой, скажем, нет жестокости. Спасибо. Спасибо. Долматова Ирина Валентиновна, учитель английского языка, руководитель школьного методического объединения школы номер 26 города Сыктывкара. Ну и, как мы поняли, в основном деятельность с одаренными детьми идет через работу, да, исследовательскую, проектную. Уважаемые коллеги, я предоставляю слово Ольге Юрьевне Кувшиновой, учителю немецкого языка школы номер 21 города Сыктывкара. И Ольга Юрьевна представит опыт работы с одаренными детьми по немецкому языку из Киевской области. Уважаемые коллеги, у нас поступили вопросы, и я думаю, что, Елена Валентиновна, вы, пожалуйста, ответьте на них.
сколько по времени выполнялся проект? Все вопросы, они как бы о времени. По времени, да, это затратно и достаточно тяжело. То есть по времени этот проект больше месяца. Больше месяца. Ну, работа серьезная, да. Больше месяца. Спасибо. Уважаемые коллеги, напоминаю регламент, да, не больше 10 минут. Ну, не хотелось бы говорить, здравствуйте все, кто присутствует здесь, кто сегодня на вебинаре. Я непосредственно перейду к тем вещам, которые хотели бы видеть практики на своей работе. И поэтому из опыта работы я приступаю сразу к презентации нашей школы. Школа с углубленным изучением немецкого языка города Сыктывкара. Работа с одаренными детьми сегодня признана одним из важных компонентов любой деятельности школы. И ведут эту работу 11 педагогов нашей школы. И в прошлом году, в течение 7 лет, с нами работал еще преподаватель из Германии, Ульрике Петерс, которая помогла нам на достаточно хорошем уровне вывести детей в плане изучения языка и использования практической деятельности. Чем мы занимаемся в внеурочное время и на уроках? Наша главная задача состоит в реализации системы планомерных или целенаправленных действий, обеспечивающих в первую очередь повышение мотивации учащихся к изучению немецкого языка и видение перспективы успеха в практическом применении немецкого языка. Вот эти слова, они, скорее всего, будут адресованы учителям начальной школы, потому что замотивировать, заинтересовать, это, наверное, самое главное, что нужно делать на этом этапе. И для того, чтобы это реализовать очень успешно, у нас разработано очень много курсов, как «Фрöhliche минуты», «Веселые минутки». Они обозначены у нас на немецком языке, но для того, чтобы все понимали, я, наверное, перейду на русский язык. Фольклор русского языка и немецкого народа, этикет России и Германии, география Республики Коми России и Германии, искусство Германии, история Германии, литература и технический перевод. Казалось бы, такие сложные дисциплины, но на самом деле все они поэтапно распределены с 5 по 11 класс и, естественно, ориентированы на то, что детям на самом деле интересно. На этих же занятиях параллельно, получая большой багаж знаний, плавно переходим во внеурочную деятельность, которая представляет интерес практически для всех участников образовательного процесса. Это сами дети, администрация школы, родители и дети, конечно, в первую очередь. И выливаются они в интересные праздники, которые для нас стали доброй традицией на протяжении уже порядка больше, чем 25 лет. Это Рождество, Пасха, День благодарения урожаю и День Святого Николая. Естественно, что в чистом виде просто говорить о наших праздниках не имеет смысла, потому что нужно постоянно проводить параллели с российскими праздниками, что мы очень часто практикуем. То есть если это танец, то у нас изучаются в параллели во внеурочной деятельности танцы коми, русские народные и немецкие. И это появляется у нас в том компоненте, который называется этнокультурный компонент. По завершении активной деятельности в школе, после уроков, после специальных курсов предметов, на этом внеурочная деятельность наша не заканчивается, потому что самое интересное для детей и самое живое – это каникулы. И для младших школьников на базе нашей школы организована так называемая площадка детская. В 2015 году она активно проходила, и в последующие годы, вот вплоть до этого года, называется Nordsternchen, северная звездочка. И дети младших классов с удовольствием ходят на площадку. Наши педагоги работают по программе, которую сами разрабатывали для этой площадки. Летний период в июне тоже не заканчивается, он продолжается. В июле месяце на побережье Черного моря в этнокультурном лагере Киндерланд, который в этом году будет праздновать свое 25-летие. И в связи с этой деятельностью я могу сказать, что все, что нарабатывается на уроках или даже
в лагере, оно потом очень активизирует свою деятельность в различных направлениях. Дети имеют возможность реализовать свои творческие способности в различных направлениях, например, язык и танцы, язык и искусство, язык и наука. И учителя для того, чтобы вот этот вот проект осуществить, они участвуют в различных семинарах. Я очень благодарна моей команде. В течение 20 лет мы создали плотный коллектив учителей. Это в основном, конечно, учителя 21-й школы, хотя коллеги из других школ тоже когда-то участвовали. И мы проводим с 2015 года на уровне России семинары для педагогических команд, которые тоже на различных уровнях в своих регионах проводят свои лагеря. Когда-то по инициативе самых активных участников родилась такая традиция проводить семинары для учителей, и учителя на большом, скажем так, съезде в Москве решили разделиться на группы и возникли очень интересные вещи. Они называются методические разработки. Например, «Весело играй». Все это применимо для уроков, и это можно активно использовать. Или «Как правильно построить работу вожатого, воспитателя в языковом лагере». Или «Как правильно руководителю работать от листа бумаги, создавая программу лагеря, и до серьезного анализа для того, чтобы потом в следующем году создать новую смену лагеря». Или то, что непосредственно важно для детей из семей российских немцев, это история моих предков. Сегодня, к сожалению, дети из семей российских немцев в основном изучают английский язык. Это стало тоже проблемой. И мы создали вот такое произведение. Оно полезно не только с точки зрения, скажем так, языка, но и даже с точки зрения истории. Да? То есть мы границы очень широко разводим. Следующим этапом для детей, которые имеют мотивацию очень сильную, это в течение 8 лет работа педагогов, работа учителя из Германии, Фрау Петерс, и самих детей над защитой ДСД-диплома, Deutschsprachiges Diplom. Достаточно сложная вещь, но она в то же время интересна, потому что подразумевает то, что называется научная работа небольшая, да, или научно-исследовательская работа, потому что дети выбирают свою тему, и они должны очень скрупулезно ее изучить для того, чтобы действительно как дипломную работу представить достойно на защиту. А для этого нужно очень много читать литературы, общаться с иностранцами и таким образом добывать тот багаж, который необходим для защиты этого диплома. Международный уровень хорошо, но мы не забываем о том, что у нас и школьный уровень, уровень муниципальный, и поэтому наша школа является очень активным участником во всех конкурсах, которые проводятся на территории Республики Коми, города Сыктывкар и нашей школы. Мы очень активно используем социальные связи, социально-партнерские связи, и нашим помощником в этом деле является Международный союз немецкой культуры и Немецкая национальная культурная автономия. Благодаря вот этим двум организациям мы имеем возможность детей, которые имеют хороший багаж, то же самое и диплом немецкий, давать возможность шагнуть на новую ступень, это получение образования за рубежом. Предпочтение, конечно, тем, кто добивается всего самостоятельно и успешно это делает сам. На уровне республики, на уровне России дети очень активно участвуют, и порой случается, что дети нашей школы оказываются за одной ученической партой и становятся конкурентами на республиканских, на российских конкурсах. И это, надо сказать, очень хорошо их подзадоривает. Они стараются и мотивируют даже этим самым себя победить своего соседа, хотя он учится даже в своем родном классе. Есть очень много российских конкурсов, очень интересных. Один из них, который вы видите на презентации, это «Я энциклопедия». У этого конкурса, вы, наверное, тоже с ним знакомы, это для английского языка проводится, для немецкого языка.
Здесь немножко такая творческая стезя, и даже если детки очень плохо владеют иностранным языком, они могут показать себя немножко с другой стороны, и творчество, и язык совместить два в одном. В этом конкурсе мы участвуем, если не ошибаюсь, года 2-3, и на сегодняшний день интерес не упал абсолютно. Участников очень много. Есть еще один российский конкурс, это «Познание творчества». Мы открыли его тоже очень давно, порядка более чем 10 лет тому назад. И как-то однажды, благодаря нашим усилиям, вернее, не нашим, а детей, что самое важное, очень удачно выступили. И дети, рассказывая об этом конкурсе, передавали эту информацию дальше. То есть не с позиции учителя это было подано, а с позиции ребенка. Это тоже очень важно, потому что преемственность идет уже в детском коллективе. То есть они в этом очень-очень сильно заинтересованы. Российские немцы, Гёте-институт, я могу поставить это на одну планку, потому что Гёте-институт предлагает очень интересные проекты, в которых нам тоже очень интересно участвовать. Это связано с живыми людьми, со свидетелями истории. Это международные проекты, в которых дети тоже являлись нашими участниками. Международный союз немецкой культуры очень тесно, активно поддерживает детей. В прошлый год это было один раз в 2 года, и лет 5 назад было принято решение, что конкурс Freunde der deutschen Sprache будет проходить ежегодно, и очень много номинаций предлагается от 6 лет и до студенческого возраста, то есть диапазон участников, диапазон предлагаемых номинаций настолько широк, что практически все включаются очень активно в эту работу. И я сейчас в конце хочу сказать об очень важной мысли и о партнерских связях. Дело в том, что достаточно хорошо владеть иностранным языком можно, активно общаясь на самом деле только с теми, кто этим языком владеет как родным. И поэтому партнерские связи у нас это тоже одно из важных направлений. Оно когда-то прервалось в связи с тем, что не стало в жизни нашего друга Артура Ангара, и найти новую партнерскую школу было очень тяжело. В этом году мы, к счастью, имеем возможность новую школу для себя открыть. Это школа-гимназия имени Карла Бенца в городе Берлине. Я думаю, что мы очень-очень будем тесно поддерживать связи на различных уровнях, различных конкурсах, которые будут поддерживаться Гёте-институтом и всеми теми организациями, которые представлены на данной презентации. Они очень сильно поддерживают с точки зрения финансирования интересных проектов на международном уровне. И вот у меня здесь есть очень много документов. Это документы, связанные с тем, что наши дети имеют возможность получать образование. Это копии их международных дипломов. И мне очень отрадно назвать фамилию одной из девочек, Павлова Мария, которая на сегодняшний день проживает в Германии и осуществляет российско-германские проекты для молодежи, для детей, для людей, которые серьезно занимаются бизнесом, и она является ученицей нашей школы. То есть толчок есть. В прошлом году поступили 2 в Берлинский технический университет детей, то есть в области IT-технологий, в области экономики тоже появятся очень хорошие специалисты, которые великолепно владеют 3 языками, потому что английский язык без него никуда, немецкий язык базовый, как иностранный был, и мы сегодня имеем очень тесные связи с этими детьми, и мне посчастливилось увидеться со всеми ими в этом году на территории Германии, и они все радеют за то, что эта школа однажды была открыта, и сегодня мы имеем контакты с этими детьми, которые нам помогают существовать дальше и поддерживать наши связи. Спасибо. То есть работа с одаренными детьми не заканчивается. Она продолжается. Она продолжается. Нашим детям уже далеко за 30. Спасибо. Уважаемые коллеги, я предлагаю сейчас Малохину Елене Александровне выступить, представить свой опыт. Это методист нашего Центра развития образования в городе Сыктывкара.
представит уже опыт работы в городе Сыктывкаре с одаренными детьми. А я пока постараюсь озвучить вопросы или комментарии, да, которые прозвучали. Время для выполнения проекта зависит от вида. Исследовательский самый затратный. И не только по времени. Это правда. Так, здравствуйте, уважаемые мои коллеги. Я бы хотела рассказать о опыте работы выявления одаренных детей на уровне города Сыктывкара. И в рамках данного вопроса я хотела бы рассказать о деятельности городского методического объединения учителей иностранных языков, которые функционируют с поддержки Центра развития образования города Сыктывкара и Муниципального центра поддержки и развития одаренных детей. Муниципальный центр поддержки и развития одаренных детей был создан в целях развития условий по поддержке одаренных детей в соответствии с муниципальной программой муниципального городского округа Сыктывкар и с утвержденным постановлением администрации о развитии образования. Соответствующие документы у нас на экране. Функционирует центр на базе двух организаций. Это Дворец творчества детей, учащейся молодежи и Центр развития образования. Контроль деятельности осуществляет Управление образования города Сыктывкара. Основные документы, на которых основывается работа, это, конечно же, концепция Российской национальной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная президентом, и ряда других документов, регламентирующих работу. Цель выявления и поддержки учащихся муниципальных образовательных организаций, проявляющих особые способности в познавательном, техническом, спортивном, художественном и социальном творчестве. Деятельность центра охватывает достаточно широкий спектр. Это, конечно же, информационное, методическое и программное обеспечение работы с одаренными детьми. Это формирование банка данных, введение до этого банка данных, анализ результативности работы с одаренными детьми на территории города Сыктывкара. Планирование, мониторинг и анализ работы с одаренными детьми, обучающимися в наших школах. Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия образовательных организаций, создание условий для учащихся посредством включения их в современные формы коммуникации, разумеется, привлечение выдающихся специалистов в определенных сферах деятельности, развития олимпиадного движения и конкурсного пространства, а также содействие развитию деятельности муниципальных образовательных организаций с одаренными детьми на основе формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. О данном моменте было указано еще и в комментариях, что это один из результативных, на самом деле, результативных способов работы и реализации неурочной деятельности. Информационная поддержка также осуществляется, является сферой деятельности центра, координация и методическое сопровождение и так далее. Обобщение лучших педагогических практик муниципальных образовательных организаций города Сыктывкара по работе с одаренными детьми. Содержание и формы деятельности центра основаны на стратегии разработки модели работы с одаренными детьми, выявлениями. Данные модели представлены так же, как и методические рекомендации по сопровождению работы с одаренными детьми, представлены на сайте Управления образования города Сыктывкара. Ссылочка будет чуть позже в следующем слайде. Также имеется обобщение лучших практик, представлено обобщение, информационная поддержка родителей по вопросам развития одаренности детей, психолого-педагогическая поддержка и информационная поддержка деятельности центра с размещением информации о результатах, об итогах деятельности. На официальном сайте Управления образования, ссылочка на него представляется, имеются нормативно-правовые документы, модель деятельности центра и также есть обратная связь, возможность обратной связи. Это электронная почта, как самого управления образования, так и Центра развития образования, через который уже осуществляется непосредственно деятельность центра. Разумеется, одаренный ребенок рассматривается, психология развития одаренного ребенка пристально рассматривается деятельностью нашего центра, как он выявляется,
какие у него характеристики, что рассматривается под структурой одаренности, какие компоненты она в себя включает, когнитивные, некогнитивные, социальные. И рассматривая одаренность как системное качество, можно сказать о том, что одаренный может быть каждый ребенок, если подойти к нему с верной методической, психологической поддержкой, создать ему нужные условия для развития его одаренности. И, конечно же, методическая поддержка должна быть и со стороны учителя, потому что выявляет одаренность как родитель непосредственно дома, так и учитель при работе с ребенком. В результате деятельности центра, который охватывает достаточно большие области, не только иностранные языки, но я сегодня хотела рассказать именно о деятельности городского методического объединения учителей иностранного языка, мы проводим серию конкурсных мероприятий для учащихся. Они имеют цикличный характер, традиционный, и помогают не только учащимся выявить, проявить себя, развить, но и также учителям реализовать свои профессиональные потребности, обменяться опытом. Одно из самых традиционных, любимых мероприятий – это муниципальная интеллектуальная игра по станции в мире иностранного языка. Она проводится среди несколько этапов. Это учащиеся 3-4 классов и учащиеся 7-8 классов. В этом году мы даже взяли для немецкого языка повыше параллель учащиеся 3 и 5 классов. Если говорить об количестве участников в сравнении, то в прошлом учебном году было 233 учащихся, в этом году еще полностью подсчитать нельзя, потому что мероприятие еще будет проходить в феврале и в марте. Но вот в этом учебном году уже 140 учащихся поучаствовало в данном конкурсе. Цель его, конечно же, создание условий для выявления поддержки одаренных детей, развитие коммуникативной компетентности, повышение познавательного интереса учащихся к изучению иностранного языка. Особую роль здесь играет поддержка немецкого языка, все-таки как первого иностранного, так и как второго иностранного. Деятельность нашего метода объединения, разумеется, охватывает этап Всероссийской олимпиады школьников, как школьный этап, так и муниципальный этап. Это ежегодное мероприятие. Я бы хотела показать цифры в сравнении, скажем так, с прошлым годом и нынешним годом. Слишком быстро. В прошлом году было больше учащихся, в этом году их поменьше, значительно поменьше. Но в данном случае был сделан акцент на более качественный отбор, более высокий проходной балл для того, чтобы попасть на муниципальный этап, в отличие, допустим, от 2016 года, где проходной балл достаточно был лояльный и много пришлось, в принципе, провести работы по организации и проведению данного мероприятия. Здесь по немецкому языку, конечно, мы наблюдаем, к сожалению, уменьшение количества участников. По французскому языку оно, в принципе, стабильно, хотя находится на достаточно низком уровне, но это уровень только города Сыктывкара. По английскому языку уровень участников и количество желающих принять участие всегда остается неизменно очень высоким. Далее, одна из новинок нашего конкурса – это конкурс видеорепортажей на иностранном языке. Конкурс дистанционный, в нем могут принять участие учащиеся нашего города, это может быть и за пределами города при желании. Конкурс предполагает создание видеорепортажа на определенную тему. В этом году это была тема «Наша школа», в прошлом году это была тема «Город Сыктывкар». Репортаж ведется на иностранном языке, его монтируют, создают и снимают сами учащиеся при какой-то определенной поддержке учителя. Конкурс достаточно первый раз прошел, скажем так, с осторожностью. В этом году уже было очень много заинтересованных участников. Единственная сложность – некуда это транслировать, нет портала, на который можно было выложить видеозаписи, не очень интересные. Могли бы показать, что это на самом деле не так сложно, не так страшно, и также можно увидеть, насколько талантливые ребята, создающие эти видеоролики самостоятельно. Далее квест-игра, тоже новинка
по английскому языку. Хотелось бы еще провести такое по немецкому языку, если найдутся ресурсы и люди. Квест-игра «Наш родной город», она у нас проходила в мае силами гимназии номер 1 города Сыктывкара и работы нашего городского методобъединения. Мы ходили по центральной улице города Сыктывкара и дети выполняли по маршрутным листам задания. Все было достаточно безопасно. Мы взяли только учащихся 10 классов. В мае они более-менее свободны по сравнению с другими и более организованные. Конкурс прошел очень хорошо. Надеемся, что это будет продолжаться. Конференция, о которой было уже сказано ранее, проектных работ, только началась, была запущена в этом году. Участников было немного, но все-таки это очень штучный товар, потому что подготовить проект одному ребенку и, допустим, поучаствовать в команде, это совершенно разный уровень, разная степень подготовки и разная весомость. И мы хотим по итогам сделать муниципальный сборник работ участников данной конференции. Всероссийская акция «Тотальность ТИКТАК», которая у нас проходит на муниципальном уровне. Мы организуем учащихся. В прошлом году это было, позапрошлом 230 учащихся, в прошлом году 130. В этом году планируется этот диктант 20 февраля, проходит у нас всегда в одни и те же сроки, с 20 по 22 февраля. Принимают в ней участие все желающие. В данном случае мы охватываем только учащихся. И лингвистическая регата по английскому языку среди учащихся 5-6 классов, которая проходила в прошлом году. Правда, классы были взяты немножко другие, 6 и 7. И в этом году мы тоже ее запланировали. В прошлом году 75 человек поучаствовали. Интерактивное мероприятие, направленное на выявление не только коммуникативных умений учащихся, но и умение представлять работу, работать в команде, выполнять различные интерактивные задания. Таким образом, хотелось бы сказать, что деятельность нашего центра реализует в полной мере, охватывает и реализует поддержку одаренных детей, имеет определенную стратегию, определенный результат, и мы в этом учебном году, в марте, планируем провести конференцию, муниципальную педагогические чтения учителей иностранных языков. И как раз тема у нас будет это поддержка и развитие одаренных детей, работа с одаренными детьми в очной и неурочной деятельности. Спасибо большое, Елена Александровна. Материал очень интересный. Особенно, наверное, интересная информация об открытых муниципальных конкурсах, в которых может поучаствовать любой желающий. И я думаю, что мы можем рассмотреть возможность размещения интересных материалов с получением уже, естественно, разрешения авторов этих материалов на размещение на нашем сайте «Открытое образование». Поскольку у нас так еще и наша страничка не начала формироваться, я просила активно поучаствовать в предложениях по поводу рубрик. Предложений пока получилось мало. Пока нам направлять особо нечего для обсуждения, но тем не менее, я думаю, мы в самое ближайшее время постараемся это сделать и уже нашу страничку наполнять неким содержанием. Я думаю, что это будет хорошая возможность, в том числе, если у вас есть какие-то интересные материалы, в том числе по вот этому вопросу нашему, который мы освещаем по поддержке талантливых детей. У нас поступил материал еще из «Звук тыла» от учителя, он находится сейчас на рецензии, и при положительных отзывах мы будем эти все материалы размещать, в том числе и на сайте, на нашем. Я думаю, что это хорошая инициатива, да, и я думаю, что вы меня поддержите в этом направлении. Уважаемые коллеги, большое спасибо. Я предоставляю слово Ольге Александровне Старцевой. И чтобы не задерживать за ней сразу Татьяна Николаевна Цыба, как хотите. Это учителя нашего замечательного физико-математического лицея-интерната, и которые точно так же представляют тему одаренности. Молодцы, комментарии. Такая разнообразная по содержанию организации работа. Татьяне Александровне тоже здесь идет высказано отдельное спасибо за очень такие понятные объяснения. Спасибо за исчерпывающие ответы, Татьяна Александровна.
Я просто потом думаю, мы пообщаемся, может быть, мы можем участвовать в заполнении единого образовательного пространства, какой-нибудь раздел ресурсы или что-то. Обязательно. Точно так же, да, мы к вам выступаем с предложением активно поучаствовать в заполнении нашей странички. Мы можем просто сделать ссылки на ваши какие-то материалы. Да? Тут нужно продумать способы взаимодействия. Но в любом случае это очень нужно. И спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо, волнующих встреч. Да, конечно. Уважаемые коллеги, позвольте нам очень коротко представить систему существующей работы с одаренными детьми в физико-математическом лицее-интернате, который, несмотря на то, что специализируется прежде всего на физико-математическом и естественно-научном направлении, тем не менее мы стараемся применять различные формы работы с детьми и на других уроках, да, в том числе уроках иностранного языка. Наши учащиеся характеризуются специфическими познавательными потребностями, возможностями, которые значительно отличают зачастую, да, от их сверстников, показывают высокие результаты, соответственно, предъявляют высокие требования к ряду направлений для работы, да, всего педагогического коллектива над этим вопросом. Про понятие одаренности предыдущие коллеги уже останавливались, да, поэтому повторяться не будут на том, что это систематически развивающее в течение жизни качество психики, что одаренный ребенок выделяется какими-то яркими, очевидными, выдающимися достижениями в тех или иных областях. В своей работе, да, мы прежде всего придерживаемся, приведу просто для примера две наиболее такие известные современные концепции одаренности. Это теория 3 колец Рензули, да, который выступает с предложением, что одаренность — это сочетание 3 характеристик: интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень, креативности, уровня развития творческого воображения, продуктивности и оригинальности, и, естественно, настойчивости, то есть мотивации ребенка на достижение тех или иных задач. И также 5-факторная модель Таненбаума, в которой исключительные достижения определяются взаимосвязью 5 основных факторов развития одаренности. Это общий интеллект, специальные способности, да, учащегося, личные способности, то есть способности к труду, да, к усердности, усидчивости, работе над какой-то задачей. Случайные факторы тоже, несомненно, присутствуют. Ну и что непосредственно мы можем обеспечить, да, как образовательная организация, это стимулирующее окружение для данного ребенка. Учащиеся в нашем лице, прежде всего, конечно же, мы рассматриваем интеллектуальную одаренность, да, это либо общая интеллектуальная одаренность, то есть дети, которые могут легко запоминать, сохранять, перерабатывать информацию, преуспевать во многих сразу областях каких-либо. Либо это же академическая одаренность, то есть те дети, которых способности проявляются конкретно в каком-либо одном предмете, да? Вот. И первая составляющая одаренности, несомненно, является высокая познавательная активность, да, ребят наших, и вторая составляющая — это интеллект. Здесь 2 типа направленности интеллекта, да, практический и теоретический. Если это практика ориентированная учащийся, то вот опять же коллеги предыдущие представляли опыт работы проектной деятельности как вариант, да, работы с такими детьми. Для именно практически для учащихся с теоретической направленностью исследовательские либо творческие, да, проекты и исследовательские работы. Переходя непосредственно к существующей системе подготовки одаренных учащихся в лицее-интернате, могу перечислить, что вот в нашем лицее у нас используются игровые моменты, выполнение мини-проектов на уроках и во внеурочной деятельности, проводятся предметные декады, естественно-научная декада иностранного языка, декада математики, да, и ряд других. Также в образовательные программы включены дополнительные общеобразовательные программы по робототехнике, основы исследовательской и проектной деятельности для младших классов, ну, у нас 7 класса, поэтому это 7 класс, соответственно. Элективные курсы по решению олимпиадных задач по направлениям математика, физика, химия, информатика. Также есть элективные курсы грамматика и домашнее чтение как раз-таки по английскому языку. Сюда же включены индивидуальные занятия, консультации с учителями-предметниками профильными, да? Групповые занятия учащихся по подготовке к мероприятиям. Также сюда включена система занятий по подготовке к интеллектуально-дискуссионной игре «Дебаты», в которой тоже участвуют все параллели, да, в образовательном процессе. И обучение в профильных предметных школах, образовательные смены
в том числе в образовательном центре «Сириус». Значит, одно из первых направлений перечислили это непосредственно включение в учебный план, да, каких-либо дополнительных программ. И вторым важным перспективным направлением развития мы считаем включение учащихся в систему интеллектуальных состязаний. Поскольку времени, я так понимаю, у меня уже практически нет, просто перечислить, что у нас на каждом этапе, то есть есть интеллектуальные игры, которые внутри лицея, да, непосредственно проводятся. На первом уровне, да, на уровне лицея-интерната, то, что разрабатывается нашими педагогами, это различные игровые формы. Просто приведу в пример кого-то, если заинтересует, можно будет потом подробнее спросить. Да, физика за чайным столом, астрономический бой, математические бои, математическая карусель, лингвистическая регата, математическая регата, исторический квест, лицейская круговерть, генетическое домино, турниры по программированию всевозможные, да, литературно-музыкальные композиции, фестивали, дебаты уже перечисленные выше и так далее. Сначала на этом этапе учащиеся пробуют себя, потом дальше кто-то проходит на интеллектуальное состязание муниципального уровня широкого спектра, потом на республиканский уровень, да, перечислять сейчас уже не будем, это всевозможные конференции, олимпиады в первую очередь, ну и приобретая опыт участия в таких соревнованиях, все-таки прежде всего межрегионального уровня мы также, как Республиканский ресурсный центр, организуем и проводим ряд мероприятий, городскую лингвистическую регату, физико-математический турнир и межрегиональный турнир учащихся, интеллектуальный марафон, в рамках которого тоже опробируем новые игровые формы, например, интеллектуальный биатлон, вот в последний год, да, интеллектуальный хоккей, игра аукцион искусствоведческая, то есть также по разным направлениям, чтобы дети могли попробовать себя в разных сферах, учиться выступать на публике, как-то оттачивать свои навыки, практиковаться. Выезжаем в ближайший регион, в Вологду и так далее. Ну и самый, конечно, ключевой момент, больше всего, в котором у нас участвуют дети и наиболее, так сказать, востребованы в нашем лице, это олимпиады, включенные в перечень Министерства образования и науки, которые позволяют получить льготы при поступлении в вузы страны. Да? Подробнее тогда давайте. Вот на этом у меня все в целом. То есть все учащиеся у нас участвуют также в Всероссийской олимпиаде школьников. Да? Как вот и предыдущий оратор замечал, что на школьном этапе у нас практически 100% участие всех детей в данном мероприятии. Это ключевое, да, мероприятие. Ну и вот профильные различные другие олимпиады и конкурсы. Коротко, если вот совсем коротко, социальное партнерство уже оставим с различными, да, летние профильные школы перечислены всевозможные, ресурсный центр, то есть трансляция опыта коллегам, да, из других организаций и сотрудничество со специализированными учреждениями, которые могут нам помочь методически и как-то технически расширять наши возможности. Вечер, уважаемые коллеги. Я 5 лет работаю уже в ГУ РК ФМЛИ, и я бы хотела немножечко делегированно поделиться с вами немножечко опытом работы нашего учебного заведения. Как Ольга Александровна уже сказала, наши дети в основном представляют собой интеллектуально одаренных детей, не только академически, да, то есть не только по физике, математике у нас звездочки, но также и по иностранным языкам, так как они умеют в своей голове содержать огромное количество информации, и что самое главное, они могут ею свободно оперировать, да, что очень прекрасно, да, они иногда ставят в тупик даже наших преподавателей. Что хотелось бы сказать, да, наша работа ведется систематически, да, то есть хотелось бы еще подчеркнуть, да, я немножечко сейчас сбилась, потому что мало времени, пытаюсь сделать все побыстрее. Вот. Наши одаренные учащиеся требуют к себе, конечно, особого внимания, да, так как, в принципе, вот, традиционная классно-урочная система, она является для них тормозом, потому что им становится неинтересно, они начинают отвлекаться, они начинают терять интерес, и поэтому учителю обязательно нужно
да, всячески их стимулировать, проводить различные интересные уроки, менять формы работы, обязательно подключать их к неурочной деятельности. Да. Мы часто работаем с детьми по индивидуальным программам, создаем определенные дорожные, так сказать, карты, маршруты, которые мы с ними работаем. Вот. Расскажу немножечко про направление работы. Первый, конечно же, это элективные курсы, научные исследования, проекты, олимпиадное движение, интеллектуальные игры и декада, конечно. Декада наша любимая. Как Ольга Александровна уже сказала, у нас существуют элективные курсы по грамматике. Да, в ней мы, естественно, стараемся научить детей владеть своими знаниями, применять их на практике, потому что теоретических знаний у них очень много, но они не всегда умеют их правильно применить для того, чтобы показать более выигрышное свое выступление, может быть, или свою речь. Вот. Поэтому мы стараемся внедрять грамматический материал в тесной связи с основными видами коммуникации. Дальше у нас идет элективный курс «Домашнее чтение», на котором мы знакомим учащихся с литературой Великобритании и США, так как, к сожалению, можно констатировать, что уровень подготовки учащихся и вообще их кругозора оставляет желать лучшего. Вот. У нас еще также существуют такие элективные курсы, как английский как второй для изучающих немецкий язык, да, и немецкий как второй иностранный для тех учащихся, которые бы хотели, кроме английского, выучить еще и немецкий язык. Вот. Что касается научных исследований и проектов, немножко побольше остановлюсь поподробнее. Первое, мы, естественно, выступаем на научно-исследовательских конференциях со своими работами на английском языке и по страноведческому материалу. Работа начинается еще на уроках. Да, мы проводим небольшие исследования и какие-то проекты в рамках подготовки домашнего задания. Такие у нас, например, как «Красная книга Республики Коми», «Остановим дискриминацию», «Дом моей мечты», Роберт Бёрнс, да, «Как справиться с конфликтными ситуациями», «Будь интересным человеком», и очень их много. Также следует подчеркнуть, что мы учим учащихся во время этого работать с различными материалами, да, и находить информацию даже там, где, в принципе, они считают это не информационными, а какими-то развлекательными ресурсами, например, такими как YouTube, да, ВКонтакте и всего остального. Да, то есть они начинают работать и видеть, что все, что происходит вокруг, это источник информации и какого-то знания. Мы часто презентации проектов и исследований происходят у нас в виде постеров, докладов, ролевых игр и уроках конференций. Да? Тематика у нас исследовательской работы тоже разнообразна. Мы пробуем себя в разных метапредметных работах. Да? Например, последнее очень интересное, которое заинтересовало учащихся, это было исследование особенностей перевода с русского языка на английский, например, рассказа Чехова «Лошадиная фамилия». Да? Детям очень понравилось рассматривать, что при переводе с русского языка на английский очень сильно теряется именно лексическая наполняемость и грамматическая работа, и теряется весь вот тот шарм, который мы с удовольствием, да, читаем, находим какой-то юмор на русском языке. На английском же это просто такой вот краткий, очень куцый текст. Да? Вот, поэтому у нас дети даже попробовали сами перевести, им очень понравилось, было очень интересно. Так, дальше мы английский язык также у нас идет в сфере психологии, да, мы, например, рассматривали, так как у нас дети постоянно сдают экзамены, экзамены, у них очень много есть суеверий, да, как у всех, и мы рассматривали анализ вот, происхождения и сравнения, и как работает суеверное поведение. Да. Ну, вот очень разные. Так, олимпиадная, да, очень много интересных. Да, Оливер Твист делали проект такой интересный, который помогает в изучении, повторении и закреплении грамматического материала. То есть каждые грамматические какие-то явления мы рассмотрели, сделали такую большую презентацию, в которой дети, например, выбирают страдательный залог, и им, во-первых, сначала рассказывают про страдательный залог, потом у них все exercises, упражнения, которые они делают, да, все построены как раз на прочитанном Оливере Твисте, который был прочитан на элективном курсе домашнего чтения, да, то есть огромную работу провели. Насчет олимпиадного движения, да, могу сказать, что это проводится и как системное, так и интенсивное.
Да, интенсивно проводится непосредственно перед Олимпиадой, да, а системное мы проводим в течение учебного года. Это и организация деятельности учащихся на уроках, согласно их индивидуальным планам, да, и факультативов, кружков, предметных и тематических недель. И, конечно же, хотелось бы остановиться на декаде иностранных языков. Вот у нас на данный момент существуют традиционные мероприятия, которые одни требуют подготовки учащихся, да, а другие не требуют подготовки учащихся, потому что в связи с тем, что наши ученики загружены огромным количеством уроков и элективных курсов, они везде участвуют, да, мы их немножечко разгружаем. Вот, поэтому мы проводим аукцион. Я думаю, что уже довольно-таки известно. Это у нас Марина Геннадьевна Коровина привезла это из немецкого лагеря, из немецкой школы принесла, с 21-й. Да. Игра с сэндвич-панелями стала очень интересной детям, особенно что-то узнавать новое, потому что у них следует остановиться поподробнее насчет игры с сэндвич-панелями. Или тоже? Ага, хорошо. Квест «Игра по станциям». Чем мне нравится больше всего квест, чем в сравнении с игрой по станциям, тем, что кроме той подготовки учителей, да, в принципе, ничего не требуется. Мы разные задания, да, по нашему всему лицею располагаем, дети сами бегают, сами ищут, они применяют свои знания, и им очень нравится, что это в основном логические игры, наши дети очень любят это. Вот. Брейндринг, естественно, по страноведению. Вот. Вечер поэзии, конкурс песен, да, традиционные театральные постановки, дети обожают это все. И вот на данный момент у нас появилась озвучка фильмов. Она проходит по двум направлениям. Малыши 7-8 класс у нас просто переозвучивают какие-то трейлеры или отрывки. Ну, кроме того, что им нужно эмоционально это показать, да, они еще озвучивают всякие звуки, и звуки животных, звуки там, открывания дверей и всего остального, падания тел. А 9, 10, 11, в зависимости от их языковой подготовки, но в основном все, готовят переозвучку фильма. То есть, например, мы выбираем трейлер, да, например, вот расскажу про Паддингтона. Кто не знает, Паддингтон — это у нас семейный фильм, комедия, и 11 класс должен был его представить, трейлер, как фильм-катастрофу. А мало того, что они должны были написать свои собственные диалоги, подумать, что подходит под такой вот видеоряд, они также еще, естественно, сыграли голосом, да, что помогает потом ребятам на уроках более эмоционально рассказывать. Потом они еще научились работать в видеоредакторе, потому что у наших детей этого времени нет, но они так загорелись идеей, что сделали взрывы и все остальное. Вот. В общем, очень хотелось такого. В общем, желаю вам всем сил, терпения и, самое главное, вдохновения, потому что дети у нас, когда мы их вдохновляем, даже с очень слабеньким уровнем подготовки могут сделать, вот, удивить вас очень сильно и сделать прям настоящую бомбу. Да? Спасибо большое. Уважаемые коллеги, не уходите, к вам есть вопрос. Есть педагогического сообщества. Функционирует ли в физико-математическом лицее научное сообщество педагогов и обучающихся? Если да, то каков численный его состав? Научное сообщество подразумевается что конкретно? Если речь идет о научно-методической работе, заинтересованности... Нет, есть такие, да, есть специальные, например, научно-исследовательские сообщества, там, где занимаются какой-то конкретикой, либо обучают и учащихся, и учителей работать над исследовательским работой, над проектами. Есть ли какое-то специальное вот такое сообщество? Научно-исследовательское, может быть? Нет, как такового сообщества у нас нет. У нас есть научно-методическая работа, которая ведется по направлению, да, извините, есть курс основы исследовательской и проектной деятельности, в рамках которого учащиеся обучаются базовым навыкам исследовательской, проектной работы, основным составляющим, основным компонентом, этапам работы, как правильно оформлять ссылки, как правильно искать литературу. То есть, получая вот эту теоретическую как бы основу, да, для данного курса,
что я сама данный курс веду, поэтому как бы знаю, да, они потом с преподавателями-предметниками уже по профилям интересующим их имеют возможность выполнить какие-то исследовательские проектные работы разного совершенно характера, от творческих до каких-то практикоориентированных, до действительно исследовательских работ, естественно, научных, да, и потом уже у нас ежегодное мероприятие, это конференция учебно-исследовательских работ учащихся, в которой могут попробовать свои силы не только 7-е, 8-е, но преимущественно это старшие классы, да, те, кто заинтересован в этом. Такая работа у нас ведется, пусть не конкретно в каком-то научном сообществе, но это ежегодная работа, да, в завершении которой является как раз-таки представление работ на конференции, где эти работы апробируются, проходят апробацию, опираются наиболее продуктивные, перспективные в дальнейшем развитии, и потом они уже могут выходить на следующие этапы, на городского уровня какие-то вещи, на региональные какие-то конференции дети выезжают. Спасибо. Еще один вопрос. Какое место в вашей урочной практике занимает лингвистический эксперимент? Есть ли у вас лингвистический эксперимент на уроке? Так, что касается лингвистического эксперимента, да, в принципе, да, у нас не так часто он применяется, да, потому что наши дети приходят, в общем, скажу, да, у нас немножечко большая проблема в том, что дети приходят из разных школ, из разных районов, и, соответственно, с разным уровнем развития языка, да, и, честно говоря, первый год мы пытаемся, да, их подтянуть, в основном, особенно сельские дети, которые у нас, да, большинство у нас сельских детей, да, которые, вот, совершенно, есть дети, которые, в принципе, уже upper intermediate уровень, и рядом с ним сидит elementary, которые, в принципе, даже не знают, как считать до 20. Да, потому что либо ничего не делали в уроках, да, потому что я спрашиваю, ну вы же это проходили. Да? Вот, поэтому лингвистический эксперимент мы в основном проводим среди учащихся городских классов, потому что их уровень подготовки уже довольно-таки приличный, и можно с ними делать что-то такое интересное, как лингвистический эксперимент, но не всегда детям, честно говоря, это интересно, да, то есть они у нас нацелены на себя, да, на какие-то свои исследовательские работы, и им очень нравится проводить исследовательские работы по физике, химии, там, биологии, по профильным все-таки предметам, да. Мы, честно говоря, наших вот детей, которые вот исследовательско-научные, по английскому языку, по немецкому языку, да, мы их очень бережем и всячески стимулируем, да, потому что в основном это дети из сельской местности, потому что для них это все ново, и мы стараемся их поддержать. Да. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Давайте мы вас отпустим. Вам благодарность от коллег, которые по ту сторону экрана в том числе. И у нас остался один выступающий, Лариса Ивановна Лисовская, учитель немецкого и английского, языков школы номер 30 города Сыктывкар. Уважаемые коллеги, терпение, совсем немного времени осталось. Мы Ларису Ивановну тоже попросим несколько сократиться. И я пока отвечу на вопрос. Уважаемые коллеги, все презентации сохранятся в записи, у вас будет возможность их посмотреть на портале открытое, на сайте КРИРО в разделе «Видеоряд». Видеозал, извините, видеозал. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Тема моего выступления очень логично встраивается в сценарий нашей встречи. Она немножко резюмирует все вышесказанное. Метапредметность учебного исследования. В принятом государственном образовательном стандарте наряду с предметными и личностными результатами введена такая группа достижений, как метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и ООД.
Для современного учителя действительно важно не столько дать ребенку как можно больше багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться, то есть стремиться к достижению этих самых метапредметных результатов. В соответствии с требованиями стандарта, достижение личностных и метапредметных результатов не выносится на итоговую оценку. При этом существует необходимость поиска нестандартных способов оценки результатов образовательной деятельности. И одним из таких способов как раз является исследовательская и проектная деятельность учащихся. Мы понимаем учебно-исследовательскую деятельность как процесс совместный учащегося и педагога, развивающий интерес к предмету, а современная система образования ориентирует учителя не на передачу знаний в готовом виде, но на организацию обучения самостоятельной деятельности. Ну и, конечно, квинтэссенция – это то, что исследование является творческим процессом изучения какого-либо объекта или явления с определенной целью, но с изначально неизвестным результатом. А может быть, это как раз и является одним из факторов действительно мотивированного интереса одаренного ребенка к осуществлению подобной деятельности. Основными задачами учебно-исследовательской работы являются формирование интереса к научному творчеству, развитие творческого мышления, самостоятельности, ну и для нас выявление наиболее одаренных и талантливых школьников. Исследовательская деятельность способствует достижению метапредметных результатов, которые состоят из освоенных межпредметных понятий и УУД, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности, построения индивидуальной образовательной траектории, а также компонентов исследовательской культуры. Что это за компоненты? Это мыслительные умения и навыки, умение работы с книгой и другими источниками информации, умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи, что очень важно на данном этапе, коммуникативной культуры и навыков публичного выступления, ведение диалога с аудиторией, умение обобщать и систематизировать информацию большого объема, связывая ее, например, со своим личным опытом. Ну и умение работать сообща на единый результат. Проще говоря, это чемоданчик с инструментами для знающего свое дело мастера. И наша задача состоит в том, чтобы учащиеся по возможности максимально мастерски овладели этими инструментами, знали где, как и для чего они необходимы. В этом важную роль может сыграть система учебных ситуаций, направленных на приобщение к нормам исследовательской деятельности через решение исследовательской задачи. Педагог, который имеет опыт организации исследовательской деятельности, обладает четким представлением об этом и об алгоритме деятельности в рамках исследования. Как правило, это следующие шаги. Выбор интересующего аспекта, темы, первичный сбор информации, оформление карточек, схем исследования, разбор документов, фотографий, их опись, выбор названия работы, что немаловажно, как говорится, попасть в точку, определить круг экспертов, например, в рамках своей школы, чья помощь может быть необходима, если это, например, метапредметный проект, подготовить вопросы для обсуждения, составить развернутый план, черновой вариант, проверка чернового варианта, ну и, наконец, чистовик. На этом фоне логично вспомнить, что мы понимаем под метапредметными результатами. Умение планировать, развитие коммуникативной компетенции, умение четко определять области того, что я знаю, того, что я не знаю, ставить задачи, определять цели, развивать учебные действия в рамках исследования, включая навыки работы с информацией, развивать смысловое чтение, самонаблюдение, самоконтроль, самооценка. То есть вся организация исследовательской, учебной исследовательской деятельности направлена на достижение именно метапредметных результатов. Вот специфика нашего предмета, я на фоне замечательной цитаты скажу эти слова, предметы иностранные языки